Порядок нашей работы указан в программке. Сегодня у нас лекции наших спикеров и модераторов. Я их представлю чуть позже. А сейчас я предоставляю слово заместителю министра культуры и архивного отдела Республики Коми Попову Вячеславу Васильевичу для приветствия нашего мероприятия. Добрый день, уважаемые коллеги. Бурасов, Донайортьес, Пучачола Малатьяна Стоялуннас. Приветствую вас от имени Гульнары Ринатовны Идрисовой, от министра культуры и архивного отдела, от себя лично, от наших коллег. Весна наступила, и наша библиотека снова нас удивляет, проводит вот такие вот семинары, которые очень важны и очень нужны для всех нас, для работников, в том числе библиотек с городов, районов, и не только республики, но и других субъектов нашей Российской Федерации. И бесценный опыт, который здесь вы получите, это на самом деле очень важное и нужное дело. Креативное развитие является ключом к инновационному прорыву и устойчивому прогрессу региона. Библиотечная сфера играет очень важную роль в формировании культурного пространства нашей республики. Креативная идентичность республики имеет свой имидж, свои особенности, свой неповторимый характер. Все это ложится в основу креативных продуктов, которые создаются в регионе и промотируются за его пределы. Важно отметить, что в регионе открываются новые перспективы для развития креативных индустрий, которые направлены на активизацию культурных инициатив в городах и районах нашей республики. Это поможет создать на базе библиотек активные точки роста для творческих креативных жителей региона, потому что жители региона уже в нашей библиотеке, вот вы сами, многие представители библиотек, уже являются точками притяжения для многих людей, которые могут, даже, для молодого поколения в первую очередь, которые могут, библиотека может явиться отправной точкой, то есть они могут определить, что они дальше будут делать, и тут поле для деятельности огромное, и все условия, которые вы создаете, мы вместе с вами создаем для таких ребят, это очень важно. Данное событие привлекло внимание специалистов из различных регионов нашей России, включая Архангельскую, Вологодскую, Челябинскую, Самарскую, Курскую, Рязанскую, Тульскую области, Красноярский край, Луганскую Народную Республику, Москву и Республику Саха. Уверен, что семинар станет продуктивной площадкой для обмена опытом и идеями, поможет участникам получить новые знания, навыки, необходимые для реализации инновационных проектов в области креативных индустрий. Желаю всем участникам семинара плодотворной работы, интересных дискуссий и новых идей. И когда мы вместе, мы всегда что-то творим, делаем, и это гораздо у нас получается лучше и продуктивнее, чем когда мы поодиночке пытаемся это делать. Спасибо большое, удачной вам работы, всех благ, став бурсы, кужнем да буршут янлы. До встречи. Спасибо, Вячеслав Васильевич. Слово для приветствия предоставляется исполняющему обязанности директора Национальной библиотеки Паниковой Марине Валерьевне. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые гости, уважаемые эксперты. Мы рады приветствовать вас в Национальной библиотеке на обсуждении очень, наверное, непростой для нас темы «Роль библиотек в креативных индустриях». Хотелось бы сказать слова благодарности вам, дорогие коллеги из нашего региона, которые нашли время приехать сюда, нашим партнерам и гостям из других регионов, которые приехали или, может быть, дистанционно подключиться, поделиться опытом, а также наших экспертов, которые нашли время и готовность обсудить важный для нас вопрос. Вячеслав Васильевич уже сказал, что тема креативных индустрий для библиотек не нова, и мы волей-неволей все равно в них интегрированы, потому что на данный момент мы с вами понимаем, что у библиотеки есть все условия, возможности и ресурсы для того, чтобы посредством конкурсов, посредством инфраструктуры, базы нашей фондовой сподвигать, мотивировать жителей нашего региона к творчеству, к тому, чтобы они инициировали свои новые идеи, а мы, соответственно, давали им возможность воплотиться в жизнь. Поэтому тема для нас действительно актуальна и важна. Мы ее обсуждали раньше, вот Людмила Николаевна не даст мне соврать, что точечно на каких-то методических мероприятиях она поднималась, но так, чтобы комплексно, да, Национальная библиотека пришла к этому только сейчас. Вот в течение 2 дней мы с вами будем дискутировать на эту непростую и интересную для нас тему. Очень хочется, чтобы работа получилась эффективной. Вот, в свою очередь, хотела бы тоже пожелать, чтобы все цели, которые мы с вами сейчас поставили, они обязательно реализовались, и все вот точки роста, которые мы с вами определим и найдем, они потом воплотились в жизнь и были мотиватором нам двигаться дальше. Плодотворной работы. Спасибо. Спасибо.
Коллеги, ну а теперь мы начинаем нашу работу. Я хочу с удовольствием представить наших спикеров, наших экспертов и модераторов на эти 2 дня. Это Манаенкова Юлия Николаевна. Я зачитаю все регалии. Проректор АНО ДПО «Высшая техническая школа», руководитель проектов и эксперт благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шилкова, эксперт платформы НТИ, город Тула. Прошу любить и жаловать. И Лаврова Клена Борисовна, доцент кафедры библиотечной информационной деятельности Челябинского государственного института культуры, кандидат педагогических наук, город Челябинск. Как я уже сказала, у нас будет первая часть теоретическая, а вторая часть, собственно говоря, тренинг, который проведут наши эксперты и модераторы. И я предоставляю слово Юлии Николаевне. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, регалий много, но, наверное, я начну с того, что я сама родом с Республики Коми. Я достаточно много и долго в свое время работала с Национальной библиотекой Республики Коми, с другими библиотеками. Я много лет работала в сфере молодежной политики, я была проректором Коми Республиканской академии госслужбы. Ну и вот так сложилось, что сейчас я работаю за пределами республики, но у нас очень много проектов, которые связаны с креативными индустриями, потому что вот сказали, что я являюсь проректором Высшей технической школы, но мы являемся составной частью творческого индустриального кластера «Октава». Кластер входит в 5 лучших частных кластеров, которые сейчас есть на территории Российской Федерации. Его учредил частный предприниматель Михаил Шилков, ну здесь предприниматель, это очень мягко сказано, вместе с правительством Тульской области в свое время это было по желанию губернатора Алексея Геннадьевича Демина, и, соответственно, проект сейчас достаточно хорошо и креативно развивается, и я, и коллеги, мы очень много где представляем опыт того, что делается непосредственно в кластере, поэтому сегодня я вам буду давать теорию и буду все это перемежать такими вот практическими историями по поводу того, что у нас происходило. Я буквально сегодня с корабля на бал, потому что мы в эти выходные праздновали 6-летие творческого индустриального кластера «Октава», и у нас проходило очень классное мероприятие в рамках проекта, который у нас в этом году придумали дети. Я чуть позже объясню, поймете к чему, начнем сразу с практической части. У нас сейчас реализуется очень замечательный проект «Тульский игродел». Это проект как раз посвящен развитию гейм-индустрии. Гейм-индустрия является частью креативных технологий. И на самом деле, хотя кажется, что где-то к центру, наверное, об этом люди знают больше, скажем так, на более удаленных территориях, возможно, знают меньше. Мы начинали несколько месяцев назад обсуждать у нас наш проект, и одновременно мы с Любовью Фасаховой обсуждали мой приезд сюда. И мы рассказываем, у кого что есть, и на самом деле проект одинаковый, потому что библиотека тоже очень давно и долго и успешно занимается развитием игр. Да, другой вопрос, что допустим, мы сейчас уже вышли на уровень соглашения с издательством «Просвещение Союз», и мы, соответственно, собираемся издавать наши игры как коробки, которые официально на российском уровне могут продаваться. Да. И для нас это бренд. То есть мы считаем, что Тульскую область должны знать не только по... Почему знают Тульскую область? По пряникам, еще почему? Самовары, еще ружья. У нас еще говорят, Белевск уже у нас. Еще говорят про белевскую пастилу и про суворовские конфеты. Эти 2 штуки я узнала, когда переехала, тоже очень вкусно. Но, тем не менее, туликам, честно говоря, надоело, и хотелось бы, чтобы было еще что-то. Причем регион очень заряжен на туризм, поэтому должны быть какие-то вещи, которые связаны с продвижением региона, с интересным узнаванием с молодым поколением региона, истории региона. А игры — это классно. Да, это классно, это здорово, и почему как бы нет. Поэтому это часть креативных индустрий. Да, и она всегда о чем основана? Она всегда основана на чем-то интересном, классном, замечательном. Да, но тем не менее мы сегодня с вами будем говорить о том, что это классное, замечательное и веселое, это еще направлено и на развитие региона. И как и почему, сейчас я об этом очень скучно буду минут 30 говорить, потом опять будет весело. Так. Итак, наш проектный интенсив проходит под таким заглавием «Библиотека как место поддержки креативных предпринимателей и развития креативных индустрий». Так, я же пробовала.
Оно работало. Да, нажимать я умею. Может, он не включен? Включен. Не включен был. Ага. Ну, про меня уже много сказали, да, я очень много работаю как модератор на различных стратегических сессиях для агентства стратегических инициатив, для благотворительного фонда Михаила Евгеньевича Шелкова в рамках Высшей технической школы. У нас очень много разных проектов. Вот. Но мы сегодня будем говорить не об этом. Мы сегодня будем говорить об этом. Итак, креативная индустрия, креативная экономика, импульс для региона. Ну и два основных вопроса, да, что это и зачем это? Вот кто-нибудь может мне сформулировать понятие креативных индустрий, как вы это видите? Вот просто можно с места выкрикивать, я буду записывать. Я не очень люблю, когда я только одна говорю, я люблю, когда вы мне отвечаете. Ага, секунду. Так, креативная индустрия. Это что ж такое? Еще. Творчество, инновации. Еще. Ага, идеи. Так, еще. Вот так до 12 и будем писать. Еще. Можно попытаться про креативную экономику тоже покреативить. Доход от творческой мысли. Еще. Так, замечательно. Одно волшебное слово услышала. Продукт. Что вы думаете, я вас просто так пытаю? Еще. Актуальный. Ну, услуги. Не, слушайте. Это не значит, что все остальные слова связаны со словом продукт. Еще. Что? Стратегия. Коммерциализация. Второе слово. Вот я ждала, когда вы наконец это скажете. Я уже хотела развернуться и сказать, вот почему я не слышу. Интеллектуальная собственность. Ну, на самом деле, вот 3 ключевые истории, которые надо знать. Я еще сейчас 4-ю назову, да. Ну, это просто как бы не очевидно, но это очевидная история, почему я и начала на самом деле с игр и про то, что мы собираемся издавать коробки. То есть креативная индустрия, как и любая индустрия, всегда создает какой-то продукт. Этот продукт всегда основан на интеллектуальной собственности, да? На том, что человек ли придумал, ну хотя сейчас уже это не обязательно, это может придумать и искусственный интеллект, но тем не менее с подачи человека. Если мы говорим про экономику креативную, то здесь мы говорим, что этот продукт всегда носит какую-то коммерческую стоимость, да? То есть он востребован и он продаваем. Он не просто актуален, да? Он нужен кому-то, кто готов за него платить деньги. Ну и 4-я история, которую не назвали. И вот креативная индустрия, она очень неявно, но намекает на это. Это профессиональная деятельность. Да, это не просто там хобби, хотя это может быть и хобби. Но сейчас мы говорим о том, что работая в сфере креативных индустрий, человек выбирает для себя определенный вид профессиональной деятельности. Да? Дизайнер ли, художник ли, мультипликатор, да, то есть это профессиональная деятельность. Мы очень много у нас в Туле работаем, ну и мы входим в состав научно-образовательного центра мирового уровня НОТ Тулатех, и мы работаем по продвижению научной деятельности среди молодежи. Хотя здесь тоже как бы вопрос, а надо ли, всем ли, и там, когда ставится цель о том, что там, через 10 лет там, максимально мы должны наполнить науку молодежью, да, ну, то есть вопрос, а в качестве кого? Лаборантов, великих ученых, я не верю, что там каждый второй станет Ломоносовым. Да, и ребенку надо объяснять, зачем. Мы проводим очень классную историю, у нас летом проходят летние школы дополнительного образования, и у нас есть школа юного исследователя. И мы всегда начинаем с одной такой небольшой истории. Есть правило 5 почему. Кто-то знает эту технологию? Ну, это дети владеют в совершенстве, да, как бы как заколебать родителей, задавая вопрос «почему?». То есть ставится вопрос, да, там, почему не хочет заниматься молодежь наукой. И дальше к ней там 5 раз задаешь вопрос «почему?». Почему не хочет?
Потому что считает неинтересным. Почему считает неинтересным? Здесь главное задавать вопрос не к первому, да, а к последующему. И очень часто выходишь на абсолютно очень классные идеи для проектов, потому что иногда на самом деле для того, чтобы решить вот эту первичную задачу, да, надо решить вот эту вот неочевидную внизу. Вот. И мы, соответственно, им задаем вот эту историю, и потом на основании того, что они выходят на какие-то идеи, они на основании этих идей начинают свои проекты предлагать. И у нас дети вышли на 2 истории. Почему не хотят заниматься? Потому что неинтересно и потому что считают, что не перспективно. Да? То есть сейчас очень много на уровне Российской Федерации делается для того, чтобы поддержать молодых ученых, для того, чтобы оснастить научные ведущие организации, образовательные организации различным оборудованием, да, то есть там гиперсовременные, суперсовременные создаются лаборатории, а молодежь не очень понимает, зачем. Да, то есть как бы вуз понимает, потому что он получил субсидию, у него как бы все хорошо. Да, молодежь пока там понимает, а то, что в перспективе он может дальше выбрать для себя профессию ученого, и это позволит ему, в принципе, достаточно успешно содержать и семью, и себя, об этом на самом деле даже до сих пор многие не очень догадываются. Да, то есть карьера на заводе понятна, карьера юриста, экономиста, хотя сейчас много других, карьера в IT абсолютно понятна, карьера ученого непонятна, профессиональная деятельность в сфере креативных индустрий пока, к сожалению, тоже не совсем всем понятна. Да, потому что вот мы сейчас проводили, и мы ребятам объясняем, потому что мы договорились, мы подписали, опять же, соглашение с Центром поддержки предпринимательства, и, соответственно, у нас по итогам хакатона, который сейчас прошел, ребята попадают в акселератор, после акселератора они забираются Центром поддержки предпринимательства, и они могут претендовать на получение субсидий 350 тысяч на открытие своего дела в области геймдизайна и создания настольных игр. Вот создать какое-то производство на 350 я всегда сомневалась. Я говорила, ну это так себе история. А создать коробку игры, а у нас коллега была экспертом, которая сейчас продает игры от 55 тысяч за коробку до последней у нее 3 миллиона стоило, но она ее под заказ Сбербанка делала. Простите, это как бы вот пример. Да, и если об этом задуматься, если профессионально этим заниматься, понятно, что это иногда не один человек, это команда, да, это тоже может быть чем-то очень интересным. И это те налоги, которые, в принципе, идут в куда? Непосредственно в бюджеты муниципалитетов и бюджеты регионов, что тоже может быть интересно, потому что это рабочие места, это тот налог, который, там, в отличие от налогов на полезные ископаемые, не идет в федеральный бюджет. Он полностью остается в регионе, так же, как и налог от туристической деятельности. Поэтому вот когда мы можем объяснить, что это и зачем, это всегда очень упрощает вопрос, потому что вот начинаешь задавать вопрос, да, будем развивать креативную индустрию, а что конкретно? Петь будем больше, да, вот рисовать будем больше, мультики будем создавать, чего делать-то будем? Ну вот сделаем какую-то красивую историю, да, как бы придет молодежь, и мы уверены, она там что-то классное сделает. А что конкретно? А начинается всегда с каждого конкретного человека, с каждого из вас в данном случае, потому что мы здесь сейчас говорим про то, что библиотека может быть стать этим местом, да, где вот эта вот гениальная идея в чьей-то голове может зародиться. Вот сама по себе никогда. Должен быть какой-то толчок. Толчок дать можете вы, потому что вы хозяева, хозяйки, да, тех мест, в которых как раз вот эти вот идеи, они могут генериться. Так, попытка номер 2. Итак, креативная индустрия. Я буду много говорить, у меня еще будет много пояснений на презентации. Презентацию я потом коллегам отдам, ее можно будет взять. Там уже такая большая теория будет, там законы и так далее. Я не буду про это говорить. Буду показывать. Итак, креативная индустрия – это экономический сектор, включающий взаимозависимые и взаимопроникающие отрасли в области исследований, разработки и производства товаров и услуг, которые берут начало в индивидуальном творчестве, навыках и талантах, которые обладают потенциалом для обогащения, создания рабочих мест за счет создания и использования интеллектуальной собственности. В принципе, мы все это сейчас проговорили, ну просто русским языком. Да, ну вот красиво это звучит именно так. Ну и, соответственно, когда это вообще все появилось, это появилось, начало, вернее, формироваться в 1997 году. Впервые это появилось в Великобритании, когда Департамент культуры, медиа и спорта впервые определил 13 отраслей, которые сейчас относятся официально к креативным индустриям. Но сейчас этот список пополнился в Великобритании. И сейчас у нас этот список очень сильно увеличен. И, соответственно, вот что он представляет сейчас. Да, вот попроси кого-то сходу назвать. Я хотела сначала вас попросить, но потом решила не утомлять. Но посмотрите на самом деле, сколько всего. Вот если посмотреть, да, мы вроде как развиваем. Вот сколько из этого там процентов, да, там 2-3 отрасли мы взяли.
да, там для того, чтобы какие-то проекты могли бы быть реализованы. Скорее всего, возможно, вернее, невозможно, а точно что-то связанное с изобразительным искусством. Возможно, кто-то занимается чем-то связанным с поддержкой интернет-медиа, кино, мультипликация, игры разные, настольные, компьютерные, да, проведение мероприятий, мода, хотя очень интересная история, да, потому что, вы знаете, вот я в детстве очень сильно увлекалась, это было очень популярно, наверное, у кого, я не знаю, ну, предполагаю, у девочек, были куклы не вот живые, да, а вот эти вот бумажные. И, соответственно, там вырезаешь эти наряды, там как-то их вот комбинируешь, да, ну, то есть это безумно интересно было. Почему нет? Мы говорим о том, что, ну, мода в библиотеке, ну, нет, да, ну куда? Мы же там шить не будем, машинки не поставим. Но если задуматься, почему нет? Почему нельзя нарисовать? Почему не сделать вот эту выставку бумажных, да, вот этих вот историй для кукол? Это же интересно, да, это тоже комплектовка. И потом кто-то из детей, возможно, заинтересовавшись вот на этом уровне, да, модой, он дальше уже выберет для себя это как профессиональный вид деятельности. То есть мы всегда берем, смотрим, что это может быть, и соотносим с возможностями. Чуть-чуть расширяем сознание, и в итоге мы получаем какой-то интересный вид деятельности. Музеи. Ну, я не знаю, мне вот кажется, сейчас очень многие библиотеки, они напоминают музеи, да, причем очень классные, стилизованные, да, где вот современное сочетается с историей, это дает очень классное пространство вот именно для производства креатива. Музыка, мультимедиа, литературное творчество, развлекательное, образовательное, программное обеспечение, радио, реклама. Ну, то есть вот на самом деле, да, как бы сначала посмотришь, кажется, нет, а начинаешь думать, а вот половину из этого ведь можно реализовать даже на уровне библиотек. Ну, в том, что креатива у вас у всех достаточно, я вот вообще не сомневаюсь. Да, иногда, наверное, просто вот надо на что-то посмотреть, на список посмотреть, с коллегами пообщаться. Ну, у нас это будет как раз во второй половине дня. Мы с вами как раз будем уже очень активно креативить. Очень нравится мне высказывание Александра Аузана, я его привела. Вот. Очень часто его режут, когда цитируют, но вот в полном виде оно звучит так. Креативная индустрия – наш шанс совершить глобальный скачок, опираясь на человеческий капитал. Всегда за всем стоит человек. Кто бы что ни говорил про технологии, про интеллект, про там, замену педагога искусственным интеллектом и роботами, вот ничего подобного. Человека никто не заменит. Но для этого нужно сделать одну непростую вещь – создать экосистему, которая будет комфортной для творческих людей, позволит фиксировать результаты их деятельности, опять в виде интеллектуальной собственности, и тем самым вводить их в экономический оборот, создавая условия для их продвижения в мире, либо для их продвижения, соответственно, на уровне Российской Федерации. Я еще раз повторюсь, продукт креативных индустрий – это максимальная история про продвижение любого региона, любой компании, любого человека. Да? Куда бы мы ни приезжали, мы что с собой увозим? Ну, мы увозим всегда, да, сувениры и впечатления. Сувениры это то, что вот можно прям с собой увезти, вот, причем они бывают разные. Ну и гастрономия – это впечатление. На самом деле гастрономия – это тоже очень сейчас интересная часть креативных индустрий, да, потому что создание ли рецептов, оформление блюд – это всегда очень интересно. Ну и как-то это вот, да, вот всегда радует, это душевно и то, что всегда запоминается. Что по этому поводу думает государство? Вот 3 высказывания, которые, опять же, повторяют вот те 3 истории, которые мы с вами обозначили. К 2030 году увеличить долю креативных индустрий в Российской Федерации, сказал вот этот вот мужчина. Как его зовут? Михаил Мишустин, правильно, премьер-министр. Соответственно, девушка-блондинка, которую зовут Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации, подтвердила о том, что необходимо наладить эффективное. Ну, мне очень важно, чтобы вы не спали, поэтому, коллеги, простите, я буду вот такими нетрадиционными методами это делать. Наладить эффективное взаимодействие между традиционными учреждениями культуры и представителями креативной экономики. Ну, не очевидно же, да, где библиотека, где креативная индустрия. Но почему не очевидно? И мы будем говорить о том, что вполне очевидно. И при этом... Министр образования министр образования и науки Валерий Фальков, он говорит о том, что главным компонентом программы вузов на ближайшие 10 лет должно стать развитие предпринимательских компетенций разных, да, в том числе то, что связано с креативными индустриями. И, соответственно, если мы вот этот вектор, скажем так, проведем, да, между этими 3 высказываниями, мы поймем о том, что креативные индустрии должны быть,
они уже есть, и, соответственно, ну, как-то вот негоже от этого уходить, и, соответственно, надо понимать, каким образом сделать так, чтобы это было максимально комфортно. Много документов уже принято, в которых так либо иначе отражен тот либо иной аспект. Презентация будет, сможете посмотреть, если хотите. Самая, наверное, замечательная вещь, которая вышла, это концепция развития творческих креативных индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года. Вот ее рекомендую почитать. Она, с одной стороны, общая, с другой стороны, она прям описывает весь вектор того, что бы государство хотело видеть. Ну и один из последних документов, указ президента России о внесении изменений в основы государственной культурной политики. Здесь уже непосредственно выделены некоторые истории, которые в обязательном порядке должны быть. То есть, по сути, в каждом регионе должны быть разработаны свои концепции развития креативных индустрий либо в рамках стратегии социально-экономического развития регионов, да, либо как отдельные документы. В Тульской области у нас внутри это все содержится. И, соответственно, дальше уже должны выходить определенные подзаконные нормативные акты, должны реализовываться определенные комплексные мероприятия, которые как раз позволят достичь чего, о котором сейчас говорил мой коллега, да, и, соответственно, ваш заместитель министра. Я, простите, некоторых забыла. Вот на что здесь стоит обратить внимание, и мы, в принципе, дальше будем об этом говорить. Что всегда важно для развития любой отрасли? Ресурсы какие? Кадры. Да? Вот то, что сейчас происходит. Если мы говорим о том, что непосредственно в сфере культуры должны появляться места, учреждения, да, которые занимаются развитием креативных индустрий, то прежде всего там должны появляться кто? Люди, которые понимают, что происходит. То, что сейчас происходит, это тоже элемент обучения, и это очень важно, что такие мероприятия проходят, да, потому что когда тебе говорят, ну, у нас должно быть, ты там иди сделай что-нибудь. Вот я как понял, я так и сделал. Будет ли это результат такой, ну, так же бывает, коллеги, согласитесь. Все работали, все знаем, да? Вот. А будет ли результат такой, какой я, например, запланировала, да, если я там послала своего коллегу и сказала, а ты давай сделай. Да, я там хочу красный квадрат. Да, то есть я прихожу, у меня большая стена белая, да, на ней маленький красный квадрат. А я хотела, чтобы у меня стена была вся красная, квадратная. Да? Кто виноват в данном случае? Но тут два подхода, да, кто-то скажет он, кто-то скажет я, потому что я не объяснила. К сожалению, чаще случается вторая версия, вот, но здесь как бы тогда, ну, сам виноват, да, потому что можно еще 43 раза ждать, что тебе нарисуют квадрат, он будет расположен в разных частях этой белой стены, но это каждый раз будет не то, что ты хочешь. Самое в данном случае обидное, что вот краска, покраска, закраска и так далее – это ресурсы. То есть на вот эти все, скажем так, нелогичные и неправильные, да, там, с точки зрения тех, кто поставил задачу итерацию, это всегда тратит ресурсы временные, человеческие и финансовые. Да? И можно результата не достигнуть, рассказать, какая бурная деятельность была проведена по раскраске вот всей стены, да, там мы там 43 квадрата нарисовали, почему вы говорите, что мы ничего не сделали? А потому что результат не тот. Да, вернее, его как бы абсолютно нет. А почему нужна была красная стена? А потому что в центре зеленую картину я хотела повесить. Понимаете, вот я на таких вот понятных, может быть, там, не знаю, мне примерах, вот, надеюсь, как бы вы тоже понимаете, о чем идет речь, но нельзя требовать от людей сделать что-то, не давая им инструменты и не рассказывая как. Вот вторую часть мы с вами, соответственно, делаем. И почему я про это говорю? Обратите внимание. Один из пунктов гласит «Совершенствование системы образования и компетенций в сфере креативных творческих индустрий». То есть здесь очень замечательно, что коллеги понимают, должны быть кадры, должны быть условия, должна быть благоприятная институциональная среда и инфраструктура. И, соответственно, важно создание в субъектах Российской Федерации новых рабочих мест в области креативных творческих индустрий. Да, то есть мы говорим о том, что это должно быть поддержано на всех уровнях. В том числе рабочие места могут создаваться в новых коммерческих предприятиях, организациях, ИПшники ли новые появляются, которые работают в этом направлении. И, соответственно, определенные меры поддержки, которые позволяют как раз развить все эти направления. Зачем это вообще нужно? Да? Ну вот по мне, так это очень такой прям... подробный свод того, зачем это необходимо.
Капитализация недвижимости для крупных городов – это очень важно, да, потому что чем больше появляется различных креативных пространств, тем более интересный район. Если, например, застройщики сейчас в Москве, ли у нас, ли в Туле строят какие-то ЖК, они в обязательном порядке начинают создавать рядом какие-то очень классные креативные пространства. Начиная от и это тоже, кстати, очень важно. Там беседок, да, для проведения там каких-то вечерних мероприятий с мангалами и так далее. Почему нет? Я первый раз увидела это в Минске в мини-кондоминиумах. И никто там не мусорит, люди просто собираются. Это классно, что не надо никуда поехать, и за этим следит управляющая компания. Понятно, что это были достаточно престижные жилые кварталы, там были 4-этажные дома, но как бы почему нет? Плюс очень классные детские креативные площадки, спортивные площадки, какие-то арт-объекты, и все это увеличивает действительно стоимость в итоге жилья, да, потому что мне хочется приобрести жилье здесь. Повышение доли культурных творческих товаров в ВРП региона города – создание рабочих мест, привлечение квалифицированных кадров, развитие городской среды, привлечение инвестиционных потоков, сокращение оттока творческой молодежи – это вообще очень важно. Да, потому что вот отток молодежи, он, когда я здесь жила, казалось, что это вот проблема каких-то удаленных территорий. Да? Ну, ничего подобного. Вот мы сейчас живем в Туле, вот, с коллегами, у нас еще несколько человек с Республики Коми, мы говорим, вот основная проблема, которая ставится на большинстве совещаний, это отток молодежи из Тула. Да, то есть мы работаем с Самарской областью, со Свердловской областью, тоже с Министерством образования, с правительством регионом. И у них одна и та же история. То есть она, молодежь, все время куда-то уходит. Вопрос только, да, куда она вот приходит. А вы знаете, вот я не скажу, что в Москву. Да, то есть в Москву как бы в том числе. Но очень многие ведь из Москвы уезжают, потому что мы были в Москве, а у них такая же проблема с кадрами. Они вылавливают в регионах. То есть они вылавливают в регионах, потому что куда-то тоже вот все вот исчезают кадры. Вот. Но вопрос-то не в том, вот вы знаете, когда вот вопрос поднимают на региональном уровне, у нас вот недавно было опять же обсуждение в технопарке в лицее имени Капицы в Долгопрудном в Москве. Вот. И мы приводили примеры предприятий, опять же вернусь чуть к ученым, почему уезжает молодежь, там, почему еще как-то. Вот что с этим сделать, чтобы она уезжала? Да, я говорю, а почему вот, там регионы, например, не ставят вопрос, а что сделать, чтобы она приезжала? Ну, по-другому же чуть-чуть звучит, правильно, да? То есть, вы не сможете их удержать, но вы можете сделать так, чтобы она приезжала. И это не вопрос предприятия, да, это вопрос непосредственно как бы регионов. Что вы делаете для того, чтобы вместе с предприятиями проработать стратегию того, каким образом сделать так, чтобы к ним приезжала молодежь? Понять, что необходимо. Молодежи всегда необходимо несколько историй. Жилье. С этим сейчас проблемы, сейчас особенно проблемы, да, в связи с тем, что еще более ухудшилась ситуация. Да, это хотелось бы комфортных условий, да, то есть, не очень хочется ехать в какую-то деревню, да, в которой вот вроде как даже сходить некуда, да, но в то же время можно создать какие-то истории интересные, и молодежь будет приезжать. Нижегородская область, город Выкса, территория ОМК. У них там очень классный объект промышленного туризма, Выксунский металлургический завод. Компания собирается порядка 30 плюс миллиардов вложить в благоустройство территории, они ее делают как бы базовой. Но уже сейчас это место, куда собирается молодежь. Это место, куда действительно как бы хотят приезжать. Там очень классные фестивали проходят. У них замечательное арт-мероприятие. Они, правда, его переименовали в прошлом году. Оно называлось у них «Арт-овраг». Вот сейчас оно называется у них Выкса-фестиваль. Просто был овраг за городом. Вот правда, овраг настоящий. То есть жители его превратили в музей стрит-арта, в арт-галерею, то есть сами облагораживали. В итоге сейчас это одно из крупнейших мероприятий города. Мы с коллегами разговаривали, они говорят, вот нам сказали, что это теперь не арт-овраг, мы придумали ананас-фест. Чтобы вот еще что-то интересное было, да, то есть людям хочется, они что-то делают. Они дают возможность молодежи развиться. Предприятие дает возможность молодежи развиваться. И здесь такая же история. Не все хотят идти на производство, это нормально. Да, но мы живем в такую эпоху, когда действительно очень много всего творческого для молодежи становится интересным. Прям очень много. Потому что они очень много сидят в сети. Да, они начинают с очень... Так, секунду, сейчас я время зафиксирую, а то я уже говорила, я могу... Так.
Вот, то есть очень много всего они узнают. И, соответственно, если они начнут понимать, что вот этот их интерес, который у них есть, он поддерживается здесь, если они уже на выходе из школы увидят, скажем так, плоды своего творчества, да, именно на этой территории, мы что делаем? Мы их просто начинаем якорить. Мы когда начинали работать в Тульской области, у нас в 2020 году проходил молодежный инженерный акселератор «Мастерская», а я начала с проекта «Тульский игродел». И у нас победила команда, это были ребята 15-16 лет, возглавлял их Никита Сухотин, ему на тот момент было 15 лет, вот, еще у них было там несколько членов команды. У них у всех была четкая установка на Москву, ну вот просто вот Москва, там мы туда вот уезжаем. Один у нас сейчас в армию ушел, до этого у нас работал, Никита пришел полгода назад, ему вот 18 лет исполнилось. То есть все это время, после того, как проект завершился, мы им предоставили пространство, они начали самостоятельно, но мы поддерживали, да, проводить игротеки. Они в итоге, с нашей поддержкой, естественно, объединили тульские клубы. Мы перетянули на свою территорию проведение межрегионального фестиваля «Горыныч». У нас это очень знаковое такое мероприятие. Это фестиваль различных видов игр. Они в этом году придумали игродел. Но я к чему говорю? Когда год назад Никита уже заканчивал 11 класс, и до этого его ребята, они к нам пришли и говорят: а какие вам направления деятельности надо? Мы же будем продолжать с вами работать. Мы поступим вот туда, да, чтобы мы могли у вас дальше продолжать с вами работать. Мы тогда не обещали ребятам, что мы их возьмем на работу, сейчас они у нас по полставки все работают. Кадров нет нигде, я поняла, что если не вырастить самостоятельно, можно остаться совсем без. Поэтому вот мы им растим, их сейчас по 19 лет, я говорю, у нас один вот в армию ушел, 2 работают, но я понимаю, да, что вот это ребята, которые не уйдут никуда. Да, то есть они будут работать, они вот впитали это все, и мало того, они остались в регионе, они не уехали. А сказать, что причем, что они занимаются чем-то, вот таким, да, они занимаются разработкой игр. Параллельно они у нас работают в технологической лаборатории, да, то есть там профессии, связанные с IT, там программисты и так далее, да, там компьютерное моделирование, то, что нам было необходимо. Но мы показали, как это можно увязать с тем интересом, который есть, и что здесь это в полной мере позволит каждому из этих молодых людей реализоваться. Все, это простейшая технология. Ну и, конечно же, почему я начала, опять же, с туризма, повышение привлекательности территории для ее жителей с точки зрения комфортности проживания, но еще и развития туризма. Люди будут приезжать туда, где им интересно. Если я приехала один раз, посмотрела, есть такие объекты в любом регионе, и в Республике Коми есть, мы все прекрасно понимаем, да, про что я могу говорить. Вот. И второй раз-то нет желания поехать. Если не будет постоянно что-то интересное, да, происходить, это может быть событие, да? Это может какая-то образовательная история, да? Это может быть возможность приехать и что-то сделать. Опять же, возвращаясь к Виксе, у них очень почетным считается среди художников стрит-арта приехать в Виксу и оставить там какое-то свое произведение искусства. Для меня честно, я не скажу, что я поклонник стрит-арта, да, имя Миша Мост ничего не говорит. Но вот мы с коллегами общаемся, они говорят, это действительно, это очень знакомый человек. Каждый увлекается всем, я говорю это откровенно, да, потому что, у кого-то такой интерес, у кого-то такой интерес. Вот, но там есть его работа, да, там есть работа других известных специалистов по стрит-арту. Вот, и, соответственно, почему? Потому что город создал определенный, скажем так, имидж себя, да, как столицы некой креативности. И, соответственно, уже художники хотят приехать для того, чтобы там что-то сделать. И это вполне может быть и в Республике Коми, и, соответственно, в рамках библиотек. И, соответственно, зарождающиеся тренды креативной экономики России. Усиление интереса к национальным и локальным продуктам. То, что, в принципе, Вячеслав говорил. Снижение барьеров и входа на рынок труда в креативных индустриях. Вот. Опять же, повторюсь, здесь не всегда это может быть успешно, но тем не менее, замещение части функций специалистов креативной экономики искусственным интеллектом может быть. Вопрос, как это использовать. Замедление роста спроса на продукцию креативных индустрий внутри страны. Это тоже произошло, но здесь есть нюансы. Рост популярности нецифровых креативных продуктов при росте цифровизации экономики в целом. А вот это очень такая интересная история, да, потому что кажется, что мы говорим о том, что цифровизация
идет усиленными темпами, а людям нравятся совсем другие вещи. Настолки обходят на самом деле в популярности те же самые цифровые игры. В прошлом году рынок настолок составлял 22 миллиарда долларов в Российской Федерации. Причем почему сейчас такие компании, как, например, издательство «Просвещение», очень активно по стране готовы много с кем сотрудничаем и искать какие-то новые истории, потому что после 2022 года у нас очень много иностранных компаний ушло. И они забрали с собой свои интеллектуальные продукты. Монополия ушла, да, там и вот все остальное. А мы же уже играем, да, нам же все это нравится, мы хотим играть, соответственно, спрос очень большой. Соответственно, компании, понимая, что для них это бизнес, да, они готовы вкладываться в развитие подобных направлений где-то в регионах, искать авторов каких-то классных креативных идей и, соответственно, совместно издавать, например, как бы те же самые игры. И это не только в игровой индустрии. Ну и, соответственно, тем не менее, симбиоз малого бизнеса и цифровых платформ, здесь мы как раз можем говорить о том, что очень охотно у нас сейчас всякие различные коммерческие платформы типа Озона, типа Wildberries и так далее, да, они готовы, опять же, заходить в коллаборации с какими-то крупными и средними игроками для того, чтобы товары продавать. В Тульской области существует проект, он есть и в Республике Коми, сделано в Тульской области. Мы в этом году, вот нашу эту гейм-индустрию, мы, прежде чем начать проводить мероприятия, мы провели очень большую подготовительную работу. Как я уже сказала, мы подписали соглашение, потому что мы понимали, что, в принципе, можно пытаться самостоятельно ребятам там куда-то где-то продвинуться, но есть определенные тренды, заданные федеральными нормативными документами, и, соответственно, мы можем попытаться сделать так, чтобы регион сейчас, поддерживая своих производителей, поддерживая малый и средний бизнес, увидел бы в тех же разработчиках игр потенциал, да, который можно было бы продвигать. Поэтому мы сейчас в рамках проекта «Сделано в Тульской области» уже понимаем, что мы сможем наши игры, когда мы их доведем до коробки, продавать. У региона заключено соглашение с Озон, с Wildberries о том, что они там могут выставляться. И это всегда более интересная история, чем когда ты заходишь индивидуальным как бы игроком. Да? Плюс, соответственно, появляются площадки на продаж в виде участия на стендах Тульской области, на различных мероприятиях, которые проводят, да, в Коми это тоже есть. Мы наши игры представляли на стенде ВДНХ, на ВДНХ, да, на выставке «Россия», которая сейчас проводит. Мы их оттестировали, мы поняли, что интересно, нет, потому что у нас несколько есть уже практически вот готовых, да, решений. Вот. И тогда же мы и показали, что это действительно интересно, потому что, например, Нижегородская область, она представляла игру Нижегородия, по-моему, они привезли там то ли 300, то ли 400 коробок, они разошлись за несколько дней. Половина регионов ходила и говорила, а мы тоже хотим такие, а почему у нас таких нету? Ну, мы гордо сказали, что у нас скоро будет, да, как бы, а для остальных это был пример. Очень хорошая продвигающая история для любой отрасли. Да, мы сейчас сделали в рамках хакатона игру для марки «Бежин лук». Это наш Тульский молочный завод. У нас там 4 коровы по именам брендов Тульской области, там Филя, Белевка, Пряня и так далее. То есть она детская, да, но в одной штуке мы можем сразу привлекать интерес много к чему. Это может быть через любые как бы каналы, да, это может быть через игры, это может быть через какие-то картины, еще через что-то, да, но это может быть интересно, да. Есть история по привлечению туристов в Республику Коми. Опять же, турист хочет уехать с чем-то. Если мы посмотрим, что продается в качестве сувенирной продукции, ну, вот в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже откуда-то уезжаешь без всего, да? Ну, потому что у тебя дома 1000 этих колокольчиков, да, 1000 этих тарелок там непонятно с чем нарисованных, да, там еще что-то. Тебе уже неинтересно, да? То есть я в какой-то момент поняла, что у меня вот все, наступил клин, я перестала что-то привозить. Я начала привозить локальные продукты, да, там какие-то бальзамы, может быть, ну и то там сейчас с удорожанием билетов, это так себе история, да, не все бутылки провезешь. Вот, но тем не менее, хочется чего-то оригинального, да, причем не всегда с национальным колоритом. Но почему нет, если можно вот эту вот национально-колоритную историю, что особенно актуально для республик, да, для национальных республик, где эта история есть история с какой-то локализацией, да, культуры, с культурным кодом именно, который есть, да, можно увязать с какими-то современными брендовыми товарами, и вот на этом стыке как раз малого бизнеса и непосредственно креативности молодых людей создавать какие-то интересные вещи.
выставка ВДНХ, малая ВДНХ, которая проводится у нас в Республике Коми, да, то есть показывает тот потенциал, который есть у районов. Но почему бы нет? Почему бы со временем, да, возможно, там не показывать, помимо каких-то вот классических промыслов, которые есть, да, какие-то очень интересные истории, которые могли бы как раз быть созданы в коллаборации теми ребятами, которые придут к вам, да, и, соответственно, бизнесом, да, это то, что продвигало бы район. Ведь на самом деле многие очень с гордостью уезжая говорят, да, мы с Республики Коми, да, а у нас вот, смотрите, есть вот это, да, а у нас есть вот такие истории, да, футболки там брендовые можно сделать, то, что молодежи будет интересно, да, потому что, ну, опять же вернемся к тому, что может быть на базе библиотек. Раскрашивание футболок, превращение старой вещи в новую, почему нет? Может потом это продаваться? Вполне. У нас проходят, я не знаю, проходят ли здесь, у нас проходят такие огромные ярмарки, как бы очень часто в кластере. Есть компания Patty Market. Вот. Она объединила вот таких вот креативных людей, да, которые занимаются всякими вещами. Причем это не национальные какие-то ЛХПшники, это вот именно молодые предприниматели, которые работают с глиной, там, я не знаю, господи, с бумагой, что там вышивают, шьют. Да, это какие-то действительно очень оригинальные штуки. И туристы на них ходят, и действительно это пользуется спросом. Для кого-то это тоже становится некой профессиональной деятельностью. Возможно, это не основной источник дохода, но тем не менее это то, что может быть. И это то, что, опять же, я говорю, возможно сделать. Но здесь третий вопрос, здесь вопрос к инструментам. Что нужно сделать для развития креативных индустрий в регионе? Ну, конечно же, понять для чего. Здесь, конечно же, очень важно, чтобы люди, которые принимают управленческие решения, которые занимаются развитием креативных индустрий, они очень понимали, зачем это надо. Да, что это не просто какая-то красивая история, что это не потому, что вот есть тот перечень документов, который я, соответственно, вам продемонстрировала, поэтому хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, надо, да. Вот. Поэтому зачем? Вот зачем мы только что проговорили, да, и вы опять же будете у себя на местах работать, вот, а я считаю, что все равно как бы очень важно работать не только вот в параллели, да, там с непосредственным своим подчинением. Каждый из вас работает у себя в районе. Вы очень плотно должны работать с главами муниципальных образований, да, у себя внутри, с управлениями своими, да, для того, чтобы было понимание, мы делаем вот это нам поможет сделать вот это, да. Мы, соответственно, сделаем определенный пул чего-то, да, что в том числе позволит появиться новым рабочим местам, может быть, чуть-чуть сократит безработицу, да, потому что мы дадим ребятам новый инструмент того, чем они могут в дальнейшем зарабатывать. А если мы еще все вместе потом что-то, например, проведем, да, то есть начнем с этого делать какую-то историю массовую, например, на базе национальной библиотеки, да, там неделя креативных предпринимателей, да, через сетку того, что производится на базе библиотек, и показать, что смотрите, а это ведь на самом деле тоже может продаваться, да, так же, как, допустим, там воркутинская колбаса там, и так далее, да, и тоже может быть брендом, какая-то новая история. Я не говорю, что этого нет, да, возможно, есть, но когда это идет комплексно и поддерживается в единой, скажем так, истории, это всегда более продвигаемо. Исследование творческого ресурса, его нужности и факторов успеха. Картирование территории нужно обязательно. Нужно понимать, да, где что есть интересного. Вот готова поспорить, да, что у нас сейчас даже нет вот полного понимания, да, у многих, кто в какой территории каким талантом обладает. Причем талантом именно, даже не талантом, а может быть, да нет, талантом и какими-то определенными навыками, которые позволят бы человеку стать каким-нибудь действительно успешным креативным предпринимателем. У нас ведь на самом деле очень много начиналось всегда предприятий с гаражей, собственных квартир, да, ну потому что, причем очень многие это не воспринимают серьезно. Опять же, повторюсь, мы когда хакатон приводили, нам родители приходили у ребят, ну вот у нас команда заняла первое место, на второй день пришли родители. А что, говорит, это действительно так может быть? А мы думали, они там собираются, просто играют, и ну вот там для себя. Главное, что не на улице. Ну, замечательно, что хотя бы поддерживали, да, но на самом деле, когда мы как бы разговаривали и объясняли, что у этого всего могут быть какие-то перспективы, это совсем другой подход.
И здесь, соответственно, тоже надо понимать, что я вот уверена, да, что ни руководство, ну, в руководстве районов, да, либо там управление малого бизнеса, управление культуры, не знают даже многих, скажем так, историй мини-производственных, креативных, да, которые есть на территории. Потому что, опять же, те ребята, которые это производят, они производят для себя, для друзей, для знакомых. Кстати, очень многие выходят как раз на цифровые площадки, и человек может продаваться где-то и успешно продаваться, а у себя в районе про это не могут не знать. И такие примеры есть. Ну, соответственно, согласовать с инфраструктурой и запросами потребителей, проживающих на территории, обеспечить поддержку креативных пространств и, главное, меры поддержки. Ну, это, опять же, вопрос к управленческой истории. И, конечно же, кадровый резерв и экспертный обмен. Это то, что в полной мере может быть реализовано на базе библиотек. Да, потому что кадры и эксперты. Экспертами вообще могут быть, скажем так, коллеги из других регионов. Да? Ну, не регионов, я в данном случае имею в виду муниципалитетов. Да? Мы вдруг все решили заняться мультипликацией. Да? Мы узнали, что здесь есть, здесь нету, а мы бы хотели, да? Почему бы вот эту вот круговую историю не обеспечить? Ну и стимулировать внедрение новых технологий, в том числе в рамках новой городской экономики. Ну и как бы шаги запуска, они достаточно простые, с одной стороны, но с другой стороны всегда очень сложно их реализовать уже в первых пунктах, потому что ну вот выявление лидеров и политическая воля, да, это очень важно. Но вот объяснить, что это важнее, чем другие направления развития хозяйства, это всегда достаточно сложно. Так. Ну и, соответственно, сейчас мы чуть-чуть пройдемся по региональным практикам, и я как раз вот отмечу те, на мой взгляд, очень успешные истории, которые как раз и позволили этим регионам сейчас считаться лидерами в области развития региональной экономики, креативной экономики в регионах. Ну, во-первых, 3 сегмента. У нас сейчас выделяются организации, которые непосредственно оказывают услуги в области креативных технологий и, соответственно, создают какие-то продукты. Это государственные и муниципальные учреждения, да, прежде всего учреждения культуры. Это коммерческие организации в области культуры и, соответственно, это некоммерческие организации в области культуры, которые также могут производить какие-то продукты, связанные с интеллектуальной собственностью и творческой деятельностью. Вот в Сколково в апреле проходило мероприятие в рамках поддержки креативных индустрий, и там как раз было обозначено 5 основных регионов, да, которые сейчас являются наиболее успешными. Я вот просто кратко пробегу по тем, как я уже сказала, практикам, которые у них есть. Ну, Республика Саха, безусловно, это просто вот лидер в области сейчас развития современной киноиндустрии. Нам было очень приятно, у нас в прошлом году проходила в кластере «Октава» при поддержке Высшей технической школы школа молодых кинематографов. Очень много было ребят вот именно из Якутии. И они рассказывали, показывали про свою работу, рассказывали, как создаются фильмы. Киноиндустрия там действительно очень поддерживается, очень интересные киноработы. И, соответственно, для них это сейчас выросло в некий даже феномен якутского кино. Да, но начиналось все, мне кажется, так же, как всюду. Просто в какой-то момент появилась политическая воля, просто в какой-то момент появились лидеры, которые захотели это делать. Ну и, соответственно, что очень важно, там создана экосистема непрерывного образования в сфере креативных индустрий. То есть они очень четко понимают, если будут кадры, которые знают как и знают что, то, соответственно, система будет развиваться. Плюс система дополнительного образования для развития проектов на ранней стадии. Дальше, Калининград. Вот, кстати, Калининград как раз пошел по пути развития игровых креативных индустрий. Они создают игровой кластер, они понимают, что это действительно такая очень двигательная история, да, которая может продвигать регион, которая интересна всем от мала до велика, да, потому что вот с одной стороны кажется создавать игры легко. С другой стороны, мы сейчас, когда проводили фестиваль, у нас экспертами, у нас так на экспертов посмотрели, у нас были ребята очень молодые. У нас очень замечательный наш коллега, я считаю, с которым мы дружим уже несколько лет, Иван Комиссаров, ему сейчас 19 лет, он заканчивает колледж, тем не менее он с 14 лет занимается развитием креативных индустрий, но у него просто очень хорошая, скажем так, семейная история, у него отец как бы занимается цифровыми ресурсами для геостратегических инициатив очень много лет.
и они все очень креативные. Вот. И Иван очень много занимается геймификацией. Вот в прошлом году, я повторюсь, ему сейчас 19 лет, в прошлом году он закончил разработку под заказ сети частных школ Беларуси полностью игровой системы управления талантами и достижениями ребят. Там, по-моему, 4 либо 5 школ, для которых он полностью делал эту систему. Ребенку, ну, еще раз скажу, да, 18 лет. Да, то есть он очень классный, он очень умный, и на самом деле у нас наше молодое поколение, оно сейчас очень талантливое, да, если у них есть доступ к возможностям, и если им дать возможность это делать. Вот, Иван у нас является методологом проекта, у нас было 18 команд, он работал со всеми, у нас были в том числе взрослые команды, сначала все так пришли, скептически посмотрели, вот, к концу они уже ходили за ним хвостиком, говорили, а вот посмотрите, а подскажите, а какая механика может быть, он читает и лекции, естественно, проводит мероприятия, сейчас он является геймдизайнером как раз издательства «Просвещение Союз». Москва пылесосит таланты. Они готовы брать даже там, без образования, потому что они понимают, что это очень увеличивает возможность того, что люди, получив образование, потом придут к ним же. Да, то есть у нас сейчас в какой-то период получение, скажем так, образования уже не является критерием и препятствием, точкой входа для того, чтобы зайти в классный проект. Да, то есть сейчас самое главное – это компетенции и портфолио. Вот я к образованию отношусь достаточно пиететно, с одной стороны, да, с другой стороны, как бы смотря какое образование. Просто корочка и диплом уже никого не интересуют. Интересует, что ты можешь, а еще покажи, что ты уже сделал. И тогда ни возраст, ни то, что у тебя еще только будет диплом, оно не будет тебе мешать. Ну, это не для всех история, да, это история вот отдельного там человека, да, хотя я знаю там ни одного такого. Опять же, повторюсь, вот у меня как бы тот же самый опыт, да, когда у меня ребята в лаборатории, вот мы их на работу брали, но у нас просто мы говорим сразу, что мы их будем брать только по достижению 18 лет. То есть они с 15 3 года у нас работали бесплатно каждый день, приходя после школ и занимаясь, да, мы какую-то систему поощрений вводили, ну вот им исполнялось 18, они такие гордо с документами, все, мы к вам пришли трудоустраиваться, да, мы хотим дальше продолжать работать. Вот. Поэтому вот то, что делается в этом направлении, да, для того, чтобы молодежь осталась, это очень важно развивать всюду. Так, Калининград, как я уже сказала, игры, да, я чуть отвлеклась, простите. Игры, очень поддерживается эта история Министерством культуры Калининградской области. Ну и здесь, смотрите, если в результатах Якутия для себя очень сильно выделяет образование, да? Очень важный формат. Что делает Калининград? Замотивированность сообществ. То есть Калининград начал с того, что они создают сообщества. Они начали выявлять, кто чем интересуется. Они поняли, что для них игры и развитие игр – это очень интересная тематика. И они начинают мотивировать и создавать вокруг региона и внутри региона, да, некие сообщества, которые дальше можно выводить на какие-то совместные творческие истории. И узнаваемость региона через имиджевые проекты, направленные на целевую аудиторию. Ульяновск. Еще один лидер. У них создан фонд креативных индустрий Ульяновской области. И вот обратите внимание, да, были кадры, были сообщества, результаты, про которые мы говорим в Ульяновске. Создаются определенные территории. У них очень классный проект «Третьи места». Вот загуглите, да, или там, сейчас загуглите, уже не очень модная история. Посмотрите, у них проект «Третьи места», он получил в свое время средства фонда президентских грантов. Это как раз создание креативных пространств для молодежи в малых территориях. Села, поселки, небольшие муниципалитеты, то есть место, куда молодежь могла бы прийти, где есть минимальный, максимальный, у кого как, набор возможностей для того, чтобы можно было бы развиваться вот именно как будущему креативному предпринимателю. С одной стороны, есть очень хорошая аналогия с легионом умников, да, которые вот, соответственно, реализуются, но они пошли вот именно по пути создания места. И, соответственно, вот у них кластер-квартал, горизонт, проект «Третьи места». Ну и, соответственно, в 2023 году они вышли с лозунгом «Ульяновск – креативная столица России» и пытаются эту историю поддержать. Нижний Новгород.
еще одна история. Здесь вот Нижний Новгород как раз, да, он объединяет все те элементы, да, которые я вот уже сейчас выделила вам в других регионах. Здесь, посмотрите, сообщество экспертов у них сформировано, и они считают, что это очень важно. Каталогизация креативных индустрий, они очень четко понимают, что у них есть, кто у них есть и какие перспективы. Стратегия развития с выделенной ролью креативных индустрий, региональная поддержка творческих индустрий креативных, работа с бизнесом, да, то есть там сделано очень много для того, чтобы осуществить коллаборации регионального бренда и локальных продуктов. И вектор на внешнее развитие. Да? Как сделать так, чтобы то, что производится в Нижнем Новгороде, было бы представлено максимально на других площадках. Ну, Нижний Новгород, понятно, что это такая достаточно большая история, да, но тем не менее, опять же, вот элементы, обратите внимание, да, элементы, они всюду очень сильно повторяются. И для того, чтобы ген креативности появился, да, всегда надо брать один из этих элементов, либо несколько элементов, да, и смотреть, что в этом направлении можно сделать. Это то, что мы будем с вами делать во второй половине дня. Но вот примеры я вам как раз привожу, которые вам помогут в этом. Ну и, соответственно, Красноярск. Опять же, инфраструктура плюс консолидация креативного сообщества, кадровый потенциал, обязательно образование, нетворкинг и фандрайзинг. Вот очень важно, я не знаю, я очень быстро пролистывала, но если вы вот отсматривали инициативы, столбик, у них у всех есть одна очень классная вещь. Они все проводили исследования. Самостоятельно ли, либо они заказывали кому-то, да, ну, у кого какие возможности. Но всегда нужно начинать с того, что нужно понимать тот творческий креативный потенциал, который непосредственно в регионе есть. Если нет понимания, чего и как развивать, да, то, соответственно, это опять же вот иди нарисуй красный квадрат. Да, ну, а чего не получилось? Ну, вот потому что не получилось. Очень интересно было, как бы, ну, почему Калининград выбрал игровую индустрию. Ну, неочевидная история. Мы, говорит, провели исследование, мы поняли, что у нас действительно для этого есть все возможности. В какой-то момент туда перелоцировалось очень много айтишников, да, которые в том числе компьютерными играми занимались. Да, и регион очень четко и осознанно выстроил свою стратегию именно на этом направлении. Красноярск, как я уже сказала, выстроил чуть-чуть на другом. У них есть очень классная история, кстати, Российская креативная неделя «Сибирь». Все вы, наверное, знаете, да, про то, что есть креативная неделя в Москве. У них есть своя креативная неделя «Сибирь», безумно классное мероприятие, очень красивое, где все могут выйти и показать, что у них есть. Мне вот кажется, что в Республике Коми тоже не хватает чего-то такого. Есть вот своя малая ВДНХ, ну вот может быть какая-нибудь вот креативные 3 дня, а? Ну, да. Но это всегда очень важно, потому что для того, чтобы выйти куда-то, надо сначала пообщаться в своем каком-то пространстве, да, то есть пообщаться с единомышленниками, может быть, завяжется какая-то коллаборация очень интересная, да. Надо, чтобы люди понимали, зачем это кому-то нужно, да, и тогда появится. У нас есть очень хороший пример. Есть Fashion Hub, это российская организация, которая занимается продвижением российских брендов. Его хедлайнер, господи, фамилию забыла. В общем, это тоже наши как бы ребята, да, то есть это наши с вами земляки с Ухты. Георгий сейчас является там одним из там столпов фэшн-моды в Российской Федерации. Да, он работал байером и закупщиком для очень крупных международных компаний. Вот. А сейчас он и его мама, они занимаются развитием проекта Fashion Hub. У них был в прошлом году очень крутой проект. Он в этом году на ВДНХ порвал все. Это проект «Елки России». То есть они сделали, вот если кто-то был вот зимой на ВДНХ, видели вот эти вот галереи елок. Да, это вот их история. Вот. А мы эту историю видели еще как бы 2 года назад, когда это они только начинали. То есть елки украшенные вот именно в какой-то очень классной российской колористической стилистике, да. То есть компании им под заказ это делали, да, там елка вот именно для Нижнего Новгорода, да, там елка для Москвы, они разные елки, да, потому что там совсем другие народные промыслы, совсем другая цветовая стилистика, да. То есть, ну почему нет? Это же классно, это очень красиво. Вот, и тоже кажется, ну вот такая идея, это очень простая, да, но почему нет? Но я про них заговорила как бы для другого.
Они просто мне рассказывали очень классный проект, который они реализовали в Иваново. Очень большая история с гостиничным бизнесом. Очень большая, очень денежная. И ну, мы приезжаем в гостиницу, да, то есть там определенным образом стилизованное постельное белье, занавески, да, там скатерти в ресторанах, там то, что лежит на столике, там какие-то салфетки, еще что-то. И большинство крупных гостиничных бизнесов России, ну, другой вопрос, что у нас большинство этих бизнесов в свое время были всего лишь там, скажем так, дочками, да, каких-то зарубежных крупных фирм, они все это покупают в Китае, где угодно, да, то есть, но не в России. А почему? А потому что готовы покупать у нас, но нужен заказ, да, то есть, например, разработана какая-то стилистика рисунка, и хотелось бы, чтобы постельные, скатерти, шторы, подносы, да, там для ресторана, чтобы оно все было в одном стиле. А у нас такого нет, у нас не готовы так делать. Да, и, соответственно, вот поиск вот этих вот всех поодиночке – это очень сложная история. Они сделали коллаборацию, в которой классные дизайнеры разрабатывают очень хорошие бренды, в том числе под заказ, да. У них уже собраны те ребята со всей России, которые там от выпекания пряников до, опять же, там фабрики, которые изготавливают ивановские постельное белье, готовы именно вот работать полностью под заказ. И обращаясь к ним, да, гостиничный бизнес, он, соответственно, получает полностью вот эту всю готовую историю. Это опять же к тому, как сделать так, чтобы креативные индустрии развивались. Да? То есть должна быть выстроена определенная система. Понятно, что это опять же вопрос управленческий, да? Но это должно быть. Но опять же на уровне, там, например, небольшого муниципалитета, да, какую-то вот небольшую историю возможно, тем не менее, сделать. Я просто как пример привела. Вот. И как раз вот следующая история, которая, почему я про это начала говорить, да, который занимается Красноярск, это продюсирование брендов. Да? То есть вот вы все равно так либо иначе имеете возможность, как представители муниципальных учреждений, взаимодействующих с крупными государственными учреждениями, такими как Национальная библиотека, взаимодействие у себя на уровне культуры, да, вы понимаете, что проходят различные какие-то крупные мероприятия, где вы человека, который пришел к вам, да, и вы видите, что вот здесь делаются потрясающие картинки, да, здесь там сделаются потрясающие там бисерные композиции. Мы вот сейчас видели, да, вам всем показывали произведение вот известной, я так понимаю, художницы, да, Коми, которая вот делает плетение из бисера, да. И вы на самом деле в том числе можете выступать продюсерами, да, проведение подобных мероприятий, в том числе на базе библиотеки, где вы приглашаете и показываете в том числе свое же муниципальное руководство о том, что, смотрите, а у нас есть люди, которые делают вот это, вот это, вот это. А продвигаясь дальше на каких-то мероприятиях, мы можем регион представлять не только там сельхозпродукцией, либо еще чем-то, а еще и вот этими историями, да, потому что это тоже таланты, которые есть в том либо ином муниципальном образовании, и их должны знать, и мы должны ими гордиться. Да, это может быть там не классика, да, потому что, ну вот, да, не поют, не танцуют, да, потому что вот их часто возят, да, а смотрите за то, что делают, да, а почему нет? А давайте посмотрим, может быть, что-то, может быть, можно было бы сделать, да, для того, чтобы там в сувенирке, которая всегда, всюду есть и все закупаются, можно было бы как-то развить наших собственных производителей, да. При желании возможно все. Ну и, коллеги, мы сегодня с вами попробуем после обеда, как я уже сказала, покреативить, но тем не менее я считаю, что всегда очень важна надсмотренность, да. То есть для того, чтобы вот, ну, там, я, например, начала креативить, да, я иногда вот просто где-то что-то смотрю, вижу слово, картинку, еще что-то, да, и у меня, соответственно, рождается идея. Очень много ресурсов, на которых можно что-то посмотреть. Я вот вам покажу два. Я думаю, что, может быть, даже многие про них уже слышали. Это каталог инфраструктурных организаций и проектов в сфере креативных индустрий России. Это так называемая креативная карта России. Вот она, да? Map Creative Russia. И такой неочевидный ресурс «Ландшафт». Он не обновляется некоторое время, но там очень много интересных штук. Они такие, они очень менее, скажем так, сложные, да, они очень приземленные. То, что можно посмотреть и попытаться адаптировать. Я не считаю, что если там где-то увидел проект, потом после этого его адаптировал под себя, это плагиат. Ну, нет. Да, потому что другая территория, другие люди, и всегда все равно творческий человек при реализации вносит что-то свое. Вот это вот что-то свое для того, чтобы появилось. Зайдите, посмотрите, возможно, что-то увидите интересное. Ну и закончу чуть-чуть на печальном. Был в конце прошлого года подведен
Российский региональный индекс креативных индустрий за 2023 год. Он рассчитывается на основании нескольких параметров. Это социально-экономические условия, это культурная среда. Высшая школа экономики его проводила. Это экономика креативных индустрий, то есть активы, кадры, продукция и поддержка в части нормативной правовой базы, региональных налоговых льгот и так далее. Ну вот, как вы видите, Республика Коми сейчас на 58-м месте. Ну, я не знаю, плохо это или хорошо, но я считаю, что быть в десятке лучших все-таки это вот всегда лучше. Поэтому есть к чему стремиться. И при этом не забывать про те все плюсы, которые непосредственно есть у нас в регионе, да, потому что Республика Коми — национальный регион, этим надо гордиться теми традициями, которые есть непосредственно в самых удаленных территориях, ну и, соответственно, пытаться их переосмыслить для того, чтобы включить их и в новый язык, и в новый код, и в новые инструменты и практики, которые у нас, соответственно, сейчас есть и могут развиваться. Это уже вторая часть. Так, у нас 20 минут. Я могу ответить на вопросы или еще что-нибудь рассказать. Я вас загрузила, да, наверное, сильно? Ну, в Республике Коми я работала, в Усинске я работала начальником отдела по делам молодежи. Потом я работала здесь, в Министерстве образования, специалистом по делам молодежи. Вот, я как раз занималась наукой, студентами, предпринимательством и так далее. Вот, я работала в Комитете информатизации и связи. Я работала директором Института повышения квалификации в Сыктывкарском государственном университете. Я работала проректором Коми Республиканской академии государственной службы. Но, в принципе, я достаточно много времени занималась развитием как раз проектов, независимо от того, где я работала, всяких разных социальных. Мы курировали, и вот Ирина Петровна тоже Шершнева занималась, она сейчас со мной работает в Тульской области, Центром развития социального предпринимательства, поэтому у нас достаточно большой опыт вот, в этом направлении. Сейчас мы занимаемся... Ну, я больше занимаюсь, скажем так, экспертной деятельностью по многим направлениям, потому что даже работая в фонде Михаила Евгеньевича Шелкова, как бы я занимаюсь взаимодействием с органами государственной власти различных регионов и непосредственно экспертизой проектов. Юлия Николаевна, смотрите, у вас на одном из первых слайдов был перечень тех структур в креативных индустриях, но мы не увидели библиотеки. Да? Дальше мы, когда готовились к этому семинару, мы посмотрели тоже концепцию креативных индустрий. Мы увидели там библиотеку, но нет, дальше там вот перечень, самый где-то первый, в самом начале. Это было. Там был перечень направлений. Вот. Но это перечень направлений. Да, направлений. В концепции креативных индустрий мы увидели библиотеку, но там как бы не расписаны как бы и функции, наверное, библиотеки, как вот других структур, да. Но мы уже на практике, и вот с ваших слов тоже сейчас услышали, что библиотека может быть полноправным участником вот этой системы креативных индустрий. Да? Не только как площадка, которая привлекает творческих людей, да, и, как вы сказали, продюсерами выступать, составлять, может быть, даже реестр тех творческих кластеров, которые находятся в сообществе, допустим, в том же селе, районе, городе и так далее. И с другой стороны, библиотека, как мы понимаем, уже может создавать свои продукты. Это вот даже те же игры, да, те же издательские продукты, которые вот у нас тоже есть, и завтра мы будем говорить, ну и другие. Вот как вы считаете, где все-таки может быть еще библиотека в этой структуре? Ну, смотрите, давайте как бы прежде всего определяться, да? Библиотека – это место. Направление деятельности – это библиотечное дело, да? Поэтому здесь опять же надо понимать, то есть как бы, креативная индустрия, как бы библиотечное дело, наверное, вот как бы не совсем. Поэтому как место реализации, как бы да. Но с другой стороны, здесь можно сказать о том, что смотрите, вот музеи есть, да, как бы, а библиотек нету. Но, может быть, объясню, да, вот с моей точки зрения, вот очень много частных музеев.
Да, здесь же надо говорить о том, что как бы будет продаваться. Да, то есть, соответственно, частные музеи, в которых выставляются различные там произведения, в том числе, да, и люди платно туда ходят. Библиотеки у нас, и слава богу, в большинстве своем, да, все еще являются некой бесплатной историей, куда каждый человек может прийти и приобщиться. Поэтому вот с этой точки зрения это не совсем как бы история про это. Поэтому в моем понимании здесь нет, и слава богу. Вот. Но если мы говорим про библиотеку как про плацдарм, с которого что-то может начинаться на любой территории, здесь как бы да. И проговорила я про игры, да, но я могу сказать, что у нас, например, очень хорошо с прошлого года на базе научно-технической библиотеки, которая у нас действует в творческом кластере «Октава», у нас зашел проект «Школа комиксов». Очень сложная история, причем сейчас общались, опять же, с коллегами с просвещения, они говорят, у нас есть заказ, но очень дорогая стоимость отрисовки и создания классного комикса, да. То есть там очень большие деньги стоит даже создание одной страницы, но чтобы оно было вот прям впечатляюще, да, о чем-то. Вот. Но комиксы — это то, что интересно молодежи, и вот на самом деле большинство сидят на уроках, вот это вот сидят и Да, рисуют. точно. Да, мы вчера были в Школа Коптеросе, видели, каллиграфии, да, тоже очень интересная история, которая потом может быть использована в оформлении. А здесь мы уже переходим там, к архитектурному проектированию, да, там и городской среде, и ландшафтному устройству, да. То есть, а тоже может начинаться с чего-то такого очень интересного, да. Там школа каллиграфии, школа сторителлинга, тоже интересно, да. То есть можно, Мультстудии те же, да, можно дальше там на профессию так далее. маркетолога закидывать удочки, да. То есть вот надо понимать, да, какой функционал может быть у Правильно. вас, какие, например, вы видите в дальнейшем ориентиры, и какими способами вы пытаетесь их достичь. Да? Мы делаем школу сторителлинга, потому что вот, мы делаем школы комиксов, потому что впоследствии можно выпустить комикс для кого-то под заказ, да? Даже там про развитие района, про развитие какого-то предприятия, которое они, возможно, будут использовать в своей продукции, направленной там на продвижение этого предприятия. Да? Какой-то там бренд там изобретут, да, ну это самая простейшая история, да, любое мероприятие, мы привыкли к тому, что у него должно быть что? Логотип, да, и уже достаточно давно и всюду там принято проводить какие-нибудь конкурсы для того, чтобы придумать какой-нибудь логотип, особенно если это общественное мероприятие. Побеждает, конечно, всегда профессионал. Это чистая история про то, что, ну, мы тут типа конкурс провели, поэтому все согласились, да, с тем, что вот это вот лучше всего. Это отдельная история. Вот. Но продумывание, скажем так, и создание для ребенка или для молодого человека, для взрослого, понимание того, что то, что он делает, может быть кому-то интересно, и сделаться площадкой, скажем так, вот этого интереса, это вполне. Это, мне кажется, ну, не то, что решаемое, да, это прям то, что должно быть на базе библиотек. Почему я считаю, что такие проекты, как, например, «Третье место», да, вот про который говорил, очень классная история. Вот в Сыктывкаре хорошо, да, там в Туле хорошо, но у нас тоже Тульская область не состоит из одной Тулы, там очень много маленьких территорий, городков, да, которые, ну, вот абсолютно по-разному всем обеспечены. Максимально сейчас в Туле делается так, чтобы в каждом городе были представлены некие креативные пространства. В самой Туле их только 4. И они очень замечательные. Причем, что интересно, только одно пространство «Девятка», созданное на базе объединенных учреждений культуры Тульской области, оно является государственным, остальные все частные. Да, то есть креативное пространство «Девятка», куда там можно прийти, что-то проводить, выставки, они постоянно какие-то проводятся, да, все остальное как бы частная история. В небольших городах там не так много площадей. Я помню в свое время, когда многофункциональные центры создавали по региону, я проехала практически все. Ну, то есть очень мало было мест для того, чтобы даже МФЦ открыть, да, то есть там, ну, там были определенные требования, да. И, как правило, мы часто даже библиотеки смотрели, а потому что негде. А где? В школах нельзя? Ну, там определенная история, да? Ну, дома культуры как бы тоже не всегда можно, да, потому что там, если что-то... Если они живые, там все занято, и не так много пространств. Библиотеки. Понятно, что для того, чтобы библиотеки привлекали интерес, там должно быть определенные условия для этого созданы. Об этом мы сейчас будем говорить чуть позже, да. Сейчас для этого делается достаточно много. Я знаю, что вы вчера ездили, смотрели модельные библиотеки, в Карткиросе смотрели, да, и еще где-то. В Большом Луге, да, я, к сожалению, не смогла вчера поприсутствовать. Вот. Но все начинается вот с этого, да, с того, что кто-то захотел что-то изменить. Юлия Николаевна, у меня вопрос. Представлюсь, Фасахова Любовь,
представитель Национальной библиотеки. Я же не знаю. Нет, ну для всех. Да, у меня такой вопрос. Вот вы создали игры, то есть это продукт интеллектуального творчества определенных людей, да, авторов. Кто у вас занимается вопросами права, да, интеллектуального права, и как вы решаете эти проблемы? Потому что, создавая игры, мы сами разбираем игры, сами тоже разрабатывали проекты, связанные с созданием игр, да, у нас было немало вопросов, да, потому что игра — это такой сложный объект интеллектуальной собственности, который делится на несколько объектов, и там используются различные картинки, возможно, не совсем добросовестно. Как вы вообще решаете эти проблемы? Ну, смотрите, мы сейчас работали по механикам. У нас в данном случае, как я уже сказала, мы работаем с издательством просвещения, да, вот, и мы с ними говорили о том, что, ну, то есть, как бы они приезжали, если какие-то игры интересные, то они непосредственно с авторами заключали соглашение, и дальше уже они работали как бы вместе. Мы здесь себе не ставили задачу того, что мы будем издавать, да. Наша задача была как раз стать площадкой, на которых мы помогали авторам доработать до той истории, когда они могли бы свою игру продать, да, свою идею как бы продать. И у нас есть партнеры, которые, в принципе, уже имеют опыт продажи и защиты интеллектуальной собственности, да, которые как раз все это могли бы оформить. Мы по результатам, мне 2 игры настолько понравились, что мы хотим их сами как бы издавать, да, то есть понятно, что вот то, что было там, ребята все рисовали своими руками. У нас по истечении 2-го дня у нас были прототипы практически вот, ну, не практически, а мы ими играли. Нарисованные от руки, дети даже картинки, ну там не дети, там молодежь, они картинки от руки нарисовали. Всю ночь, оказывается, 2 ночи сидели и рисовали. Вот. Мы сейчас как бы будем думать о том, как это сделать, вот, потому что у нас есть юридический отдел, как бы он этим занимается, мы как бы задачу поставили, я пока не скажу, вот, потому что мы не думали, что настолько хорошая история получится. Вот. Сейчас уже понимаем, что как бы да, получится, потому что ряд партнеров сказали, что мы бы тоже хотели, а мы тогда понимаем, что нам надо авторов защитить. Да, то есть как бы вот, чтобы не получилось, что они как бы отдали, либо чтобы четко было, что, ну, не только авторов и заказчиков, чтобы потом не получилось, что автор отдал, потом через какое-то время, я тут автор, вы на мне заработали деньги, да, давайте как-нибудь с вами делиться. Поэтому мы сейчас юридически все эти тонкости продумываем. И почему говорю, я ждала вопрос про интеллектуальную собственность, я знаю, что вы завтра будете об этом говорить. Это очень важно. Любая история, связанная с продуктом творческой деятельности человека, да, то есть это всегда очень тонкая история, всегда нужно понимать, как этого человека защитить. Да, то есть развить как бы да, но если вдруг в результате что-то получилось, и это что-то, если куда-то ушло, да, как не стать участником вот этого вот процесса потом по отчуждению прав. Коллеги, есть еще вопросы? Нет. Может, переваривают. Информация очень такая интересная и для мозгового штурма. Спасибо большое. Или еще есть это? Есть еще время у вас. Да, я Да. еще готова. Так, что я могу еще рассказать? Всех приглашаем к нам в творческий индустриальный кластер «Октава». Я тогда, воспользуюсь минуткой, да, проведу. Кластер действительно очень уникальное место. Вот. Начну с того, что он частный, он сделан в очень интересном месте. Это один из корпусов завода «Октава». Вот. Самая известная история про «Октаву», что Юрий Гагарин говорил в микрофоны «Октава». И часть завода, она до сих пор является действующей, и там, соответственно, производят эти микрофоны, причем сам микрофон, в который говорил Гагарин, у нас находится в музее. Вот. Кластер состоит из 3 составляющих. Первое – это активы. Да, это вот мы, те, кто является, как это там, постоянными, скажем так, жителями, да, и кластер является нашим учредителем. Вот. Второе – это арендаторы. У нас есть этаж, 4-й этаж арендаторов. И 3-я история – это различные организации, которые к нам приходят для проведения различных мероприятий, потому что пространство кластера сейчас является, наверное, одним из самых востребованных в городе. Мы находимся буквально вот там, без ложной скромности, в 5 минутах шагах от правительства Тульской области. И вплоть до приездов, вот и Владимир Владимирович приезжал, и Дмитрий Анатольевич приезжал несколько лет назад, мероприятия все проводились вот у нас в кластере. Вот у нас ходит легенда про то, как Дмитрий Анатольевич застрял в лифте, как чуть не посидел тогда директор кластера, которая с ним находилась в этот момент.
и зампредседателя правительства. Ну, как бы у каждой организации должны быть свои легенды, да, то есть организация сильна легендами. И у библиотеки, я думаю, такие легенды есть, да, поэтому вот я считаю, что это как бы всегда очень замечательно. Это говорит о том, что пространство живое, да, и в нем что-то происходит. Вот, у нас уникальный музей станка. Вот тоже, кстати, очень такая как бы неочевидная история. Я когда приехала, мы уже работали по различным образовательным историям, и у нас часто приезжали эксперты. Приезжали эксперты, которых куда-то в свободное время хочется сводить, показать, что интересного. Я несколько раз спускалась, мы на 3-м этаже находимся, на 2-й этаж, музей станка, смотрела на эти 8 станков, которые там за этими занавесками находятся, и думала, куда же мне людей-то увезти? Ну я же не приведу их вот это вот все показывать. Вот. К стыду своему только через полгода выяснила, что музей у нас интерактивный. Вот правда, вот не подумала бы. Вот просто не было времени прийти и познакомиться. И это опять же вопрос к чему? Вопрос к тому, что мы иногда думаем, что мы знаем все. Да, то есть мы знаем, кто у нас есть в нашей территории. Мы знаем, что у нас есть там Вася, который пишет картины, Петя, который рисует там маслом на чем-то, да, там Влад, который выжигает, да, там и Светлана, которая там сережки делает из пластика. Вот ничего подобного. Я всегда говорю, то есть когда кажется, надо креститься, но тем не менее, мы никогда на 100% не знаем, пока мы вот четко не пойдем и вот себе не скажем, да, что я знаю. Музей станка – это интерактивная, очень классная история. Там нет экскурсоводов, то есть туда заводят посетителей, свет выключается, появляется из воздуха такая, где-то птичка, если это детская история, да, и она вот, перелетая на полотна воздушные, да, то есть там все это в воздухе находится, там на вот каких-то там высоких технологиях, да, вот, она, соответственно, рассказывает детям. И станки вплетаются в эту мультимедийную экскурсию таким образом, что один и тот же станок, рассматривая с разных сторон, вплетенный в картинку сверху, сбоку, справа, он дает совсем другую проекцию. Безумно интересные экскурсии, 30-40 минут, они есть для взрослых, они есть для детей, да, там разные герои, которые их водят, интересно безумно всем. Вот я, насколько знаю, в России всего 2 подобных музея. Вот, поэтому кто еще не был, кто вдруг когда-нибудь планирует куда-нибудь поехать, я прям очень рекомендую, потому что там вот абсолютно по-другому осознаешь пространство в какой-то момент. Да, у нас там трубы висят, в которых собраны голоса всех заводов России. Ну вот неочевидная история, да, ну вот можно послушать, да, как гудит тот либо иной завод. Макеты всех заводов России. Вот. Последнее было приобретение, но не очень приятное, ну как бы запахи всех заводов России. Ну то есть там отдельная комната, где в пробирках, да, можно понюхать вот, вот такой запах источает вот этот завод, да, как бы, ну тоже как бы продукт, скажем так, производственной деятельности, загрязняющий окружающую среду. То есть что-то сделано из абсолютно очень неочевидных вещей. Да, то есть, это впечатления, за которыми едут, да, то есть абсолютно вот, ну, вот неочевидная история. Вот. Мы высшая техническая школа, мы скорее проектный офис, мы, скажем так, не являемся постоянным, скажем так, центром, куда приходят учиться на какие-то программы. Мы очень много работаем вот именно по проектной деятельности. У нас есть молодежный инженерный акселератор «Мастерская», который мы реализуем в нескольких регионах. При этом у нас принцип какой? В рамках акселератора мы проекты доводим до завершения. То есть мы по итогам не даем подарки, говорим как бы, ну там, 1-е, 2-е, 3-е место. Мы говорим о том, что вот все получают мерч, а дальше вы готовы дальше реализовывать свой проект? Готовы. Если вы готовы, мы дальше с вами работаем, и этот проект будет реализован. Вот Game Dev Lab, это победители у нас акселератора в Тульской области, они в итоге вот выросли до тульского игродела, до того, что они у нас работают и продолжают как бы эту историю делать. В 2022 году мы на Урале открыли в Салде первую школьную точку кипения на Урале вместе с агентством стратегических инициатив, причем вот коллеги приезжали, мы в Москве приезжали, когда защищали проект. Мы были единственной командой, там сейчас, по-моему, 6 или 7 точек, которые проект защищали дети. Но это была прям моя как бы очень такая история, мы с педагогами это все отрабатывали. Это именно школьная точка, и должны делать дети. Проект изначально делали дети, и сейчас там, если посмотреть, там очень много делают дети. Да, у них есть куратор в школе, вот, но 80% мероприятий организуются самими детьми. У нас там поменялась уже ядерная группа, у нас там 2-я пришла группа детей, 1-е уже как бы выпустились. Но вот эта история, она сохраняется. Да, то есть и ребята говорят, ну мы же приедем,
да, и мы вот всем рассказываем, и мы рассказываем, что это сделали мы. Это опять же к привязкам, да, которые должны быть. Если для ребенка, для молодого человека создана история, в которой он, будучи вот в таком в полунесознательном возрасте, что-то создал, да, то, что он может считать вот основам своей гордости, он захочет вернуться для того, чтобы здесь сделать еще, потому что он понимал, что для него здесь эти условия созданы. Если этих условий нет, и он сам их где-то ищет, он никогда не вернется. Никогда не надо бояться, что дети, да, там, ой, они уезжают куда-то, да, то есть они не выбирают наши местные вузы. Он захочет уехать, он закончит вуз здесь, и он все равно уедет. Вот как сделать так, чтобы он после вернулся и захотел те знания, которые он там получил, применить именно на этой территории? Вот это всегда задача, сложная задача. Но если в регионах начнут ее решать, как сейчас пытаются решать это предприятие, создавая различные тематические классы, да, там «Газпром» классы, «Роснефть» классы, да, у нас в СМПО «Ависма» в Свердловской области, это наше базовое предприятие, у нас 3-й год действует производственно-образовательное предприятие «ПИК». Нормально, когда школьники, начиная с 14 лет, на практику идут на предприятие, там что-то заработать, да. Ну, мы все прекрасно знаем, какую работу они могут выполнять. Ну, те же самые отряды мэра, да, там подмести, там протереть, еще что-то. Там пошли по другому пути. То есть школьники в течение года, старшеклассники имеют возможность получить какую-то очень легкую квалификацию, но они уже приходят на более, скажем так, квалифицированную работу, получают большую зарплату, видят предприятие, да, и понимают, что они потом туда придут. То есть для них выстраивают вот этот вот профессиональный маршрут. Ну, регионы должны делать то же самое, во взаимодействии со всеми, только тогда что-то будет получаться. Да, Юлия Николаевна, я даже добавлю, что у нас есть такие уже в России центры креативных индустрий при областных библиотеках. Это вот Иркутская Молчановка и Рязань. Вот они пошли по их стопам, тоже создали именно для школьников центры креативных индустрий. Конечно, привлекая вот сотрудников из разных вот этих областей, которые на слайде даже у нас указаны. Это совершенно замечательно. Это сложное дело, конечно, для библиотек, но совершенно замечательные инициативы, которые могут стать примерами для Ну вот тех я же говорю, крупных наш опыт библиотек. Game Dev Lab ребятам было 15 лет. Да, там То есть тоже вот Никита школьники. приходил, брал ключи у нас от мастерской, это у нас такой проектный офис «Молодежная мастерская», мы его и оформили соответствующе. Вот. И они там были сами. Я люблю контролировать процессы, мне прям надо, чтобы я все всегда знала, как есть. Я прям себя отудерживала от того, чтобы не пойти и посмотреть как. То есть он приходил, он там ставил воду, он расставлял игры, да, то есть приходили ребята, сначала 10, сейчас 50, мы большие залы уже собираем, да, там по 200-300 человек. Вот, у нас фестивали достаточно большие проходят, которые они в том числе сами проводят. Вот, если ты не начинаешь доверять человеку, да, и были косяки, конечно, как как без этого, да, вот, то есть когда человек понимает, что да, он может, да, ты можешь увидеть результат. Мы потихонечку его растим, да, я представляю о том, что через какое-то время у нас юные креативные предприниматели ИП свою зарегистрируют с какой-нибудь игрой. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы еще поработаем с вами во второй половине дня. Сейчас я предоставляю слово к Лене Борисовне Лавровой. Здесь уже непосредственно библиотеки, их роль в развитии креативных индустрий. Как лектор устроюсь. Так, меня слышно? Да. Ну, вроде я все приготовилась. Так, здравствуйте, коллеги. Значит, сегодня мы поговорим о месте модельной библиотеки. Ну, это может быть модельная библиотека, на самом деле это может быть не обязательно модельная библиотека. С модельной библиотекой все немножечко проще, потому что, на мой взгляд, она именно под это дело и по большому счету заточена. Но мы увидим, что это не обязательно будет модельная библиотека.
Вот, значит, так, у меня, кстати, та же самая проблема. Где? Где у меня начало-то? Что-то я не понимаю, куда иду я, вверх или вниз? Так, я иду вверх. Так, слушайте, мне кажется, Переключил на первый слайд. вперед она не очень эффективна. Переверните. Право, следующий слайд. Так. Ну, здесь уже что-то говорили. Значит, итак, прежде всего хочу сказать, что когда мы говорим о библиотеке и связке библиотеки с креативной экономикой, то, что я вам буду говорить, это, конечно, чисто, кстати, мое представление проблемы. И на что я здесь хочу обратить внимание? Значит, тут, конечно, много. Я пропустила сразу первый слайд, где всякие государственные документы. Ну, во-первых, я так думаю, что те, кто этим интересуется темой, знают, а во-вторых, ну, в общем, это просто положено, как бы, да, ссылаться на государственные документы. Ну, для нас сейчас это не столь принципиально, поэтому там, где будет это принципиально, я об этом буду говорить. Вот здесь я хочу сказать, значит, вот какой момент. Значит, на понятие креативной экономики. Значит, вот нам говорили, что с 97 года это в Англии. Ну, в общем, да, примерно где-то это вот конец 90-х годов. Но я хочу обратить внимание на то определение, которое было дано, как особые экономические и социальные отношения, складывающиеся между самой экономикой и творческим подходом к ее совершенствованию. Вот у меня с предыдущим лектором будут, может быть, несколько разные подходы, потому что она все-таки сейчас представляет большей части бизнес, поэтому здесь мы слышали всякие слова про монетизацию, про, так сказать, какой-то доход, про продажи, про все остальное. Мы все-таки ближе к библиотеке, поэтому нас интересует это, ну не то чтобы в меньшей мере, нас, конечно, бы это все очень сильно интересовало, если бы нам еще и законодательство в этом смысле позволяло бы всем этим интересоваться. Поэтому нас интересуют немножко другие аспекты. Поэтому мы говорим больше о других моментах. Значит, во-первых, в принципе, нам важно понять, что такое креативная экономика. Значит, чем она отличается от традиционного уклада? Потому что главный у нее инструмент – это знание, главный ресурс – информация, главный продукт – инновация. В значительной мере, значит, еще очень важным моментом, который показывает, это вот определение, которое он давал в начале 2000-х, прошла уже, по сути говоря, четверть века, и мы видели такой интересный момент, что креативные экономики в значительной мере начали продвигать всякие вещи, связанные с эстетикой, и это тоже, в общем, вполне понятно, потому что мы сейчас просто еще благополучно вписались в эпоху такой культуральности, когда нам уже мало каких-то функциональных особенностей товара, нам уже мало там каких-то эргономических его характеристик, нам уже очень важна его эстетическая составляющая, и по вот эту эстетическую составляющую мы вполне себе можем оценить, если мы, допустим, ну, скажем так, попробуйте представить себе какое-нибудь самое нелюбимое блюдо свое, да? А вот теперь представьте себе, что вам предложили это блюдо в каком-нибудь хорошем ресторане с красивым интерьером, красивой музыкой, на красивой посуде. И, допустим, если вы до этого оценивали, так сказать, ну так, для себя, скажем так, давали оценку этому блюду там в 1 балл, условно говоря, да, то вот когда вы это блюдо видите, так сказать, и вам предлагают это блюдо в такой вот красивой обстановке, вы так это милостиво для себя соглашаетесь. Ну ладно, там 3 балла можно съесть. Вот, то есть, по сути говоря, откуда берутся вот эти 2 условных, да, субъективных балла? Это как раз вот это вот эффект культуральности, когда нам важно как бы в каком виде нам подан этот продукт, да, вот это его эстетическая оболочка, оформление и так далее. Так вот, мы сегодня говорим о том, что вот из того списка большого, помните, на который вот нам сегодня дважды показывали, если вы обратили внимание, там очень много архитектура, дизайн, там все, там искусство, все всякие разные. Вот это, да, это одно из тоже очень важных
как бы вот именно эта эстетическая составляющая. Почему? Об этом я тоже буду об этом говорить немножечко. Но на самом деле, это, с одной стороны, мы говорим, что вот сейчас мы это прямо четко видим, да, вот за прошествие, особенно последних четверти века. Ну, достаточно вспомнить наше общество начала или конца 90-х, начала 2000-х, прямо скажем, там не до культуральности нам было, да, то есть там другие были проблемы. А сейчас уже все, да, сейчас мы уже, так сказать, все нам подавай красивое, то есть нам все это должно быть очень эстетично, но на самом деле тоже ничего в этом нового нет, потому что, если подумать, вспомните, на что это самое, все эти западные, так сказать, завоеватели получали у тех же индейцев американских, выменивали золото, да, на всякие, и не только у американских индейцев, у африканских племен, всякие местные, так сказать, ценности, которые действительно в европейском обществе имели ценности. На что они? На всякие бусы стеклянные. Да, по сути говоря, это и отчасти была креативная экономика того периода. Да, то есть, когда мы на какую-то, опять я не туда иду, опять на какую-то, так сказать, красивую вещь были готовы поменять реальные вещи. А почему это происходит? Да? Потому что результат креативных индустрий воплощает как культурную, символическую, так и экономическую, утилитарную ценность. То есть вот эта вот символическая составляющая в продукте креативной индустрии, она достаточно серьезна. Значит, ну вот эти вот всевозможные определения, тоже, которые сегодня говорились. Но вот я на последний момент очень хочу обратить ваше внимание, потому что вот сегодня то, что мы говорили про продвижение регионов, про всякие узнаваемые региональные всякие бренды и прочее, это и есть вот эти вот всякие символические штучки, да. То есть и если опять же там возвращаться к историкам, всяким контрапологам особенно, они говорят, что уже 40-45 тысяч лет назад наши предки были, в общем, на это тоже очень падки. И мы видим, что там в всяких археологических кладах находятся бусины там из какого-нибудь янтаря, который место происхождения которого явно Балтийское, допустим, море, а так сказать, эти украшения из янтаря находятся в кладах там, вплоть до Алтая. Да, и это, простите меня, совсем, ну, практически, ну, если не неолит, то чуть позже, то есть это совсем уже какая-то очень древняя история, когда это явно не там действие какой-нибудь там Римской империи, которая, так сказать, там могла проводить товары. То есть это же какой-то совсем такой полупервобытный человек, ну, может быть, чуть-чуть уже вышедший из этого состояния. То есть это, в общем-то, если вот так вот подумать, в принципе, это такая специфическая человеческая история, да, когда мы говорим про вот эти вот символические товары, и мы рассматриваем их как важную для нас почему-то часть экономики. Ну и что? Или я совсем опять что-то не то делаю? Ну, значит, я там хочу сказать, что там вот картинки кое-какие встречаются. Это в основном картинки библиотек, потому что потом будем немножечко говорить о креативном пространстве. Ну и чтобы вам совсем не было печально смотреть на всякие текстовые слайды, картинки все-таки они повеселее. Тем более, что, еще раз говорю, это все-таки картинки библиотек. Я специально их подбирала, именно библиотечные проекты, поскольку я занимаюсь библиотечным дизайном в том числе. Вот, поэтому так вот, между делом смотрите. Значит, здесь вот я выделила примерно, так сказать, тот же список, только, естественно, в разы меньше, ну, потому что, на мой взгляд, не все, на самом деле, имеют даже какое-то близко, ну, все, у меня пока не хватает фантазии их близко привязать к библиотеке, а что-то может привязываться. Но вот я еще сюда, кстати говоря, для себя порадовала, что я все-таки настаиваю на том, что парфюмерия – это тоже туда же к креативной экономике, хотя немножечко... И, кстати, вот про это мы поговорим, что это тоже, как это ни странно, нашло привязку к библиотеке. Вот. Но, тем не менее, то, в общем, в принципе, списки-то, они примерно все более или менее одинаковые. Но для нас они важны не как абстрактный какой-то список, да, а как список того, на самом деле, где мы можем вот эти точки с креативной экономикой библиотека найти. Что же это такое? Значит...
И вот какие, значит, точки, как мне кажется, на сегодня можно увидеть. Хотя я говорю, что тот список, который я предлагаю, это далеко не исчерпывающий список, он рождается по ходу. Вот я сегодня слушала предыдущего выступающего и подумала, что вот у меня еще пунктик в этом списке должен появиться. Ну, то есть это как бы рождается по ходу, но и это то, что, как сказать, то, что мне кажется, я уже нашла, то, что, с чем я готова поделиться, для чего я об этом хочу говорить. Я хочу об этом говорить для того, чтобы вы понимали, на самом деле, где у вас эти точки пересечения с креативной экономикой. И больше всего для того, чтобы вы понимали, понимая вашу заботу как библиотек, я прежде всего понимаю, что периодически вам приходится о чем-нибудь отчитываться. В том числе отчитываться там, о том, как вы там в креативной экономике участвовали. Так вот, это, на мой взгляд, такие позиции, которых вы можете четко говорить. Вот да, вот это наше мероприятие, оно было направлено на то или иное направление развития там, или там, содействия креативной экономике. Здесь нет каких-то таких глобальных реализованных проектов, какие нам предлагалось предыдущим оратором, с большой завистью слушала, потому что понимаю, что для библиотек это все, к сожалению, не все, что-то реализуемо, что-то не очень реализуемо, но очень интересно на самом деле, несомненно. Но вот что я здесь вижу. Прежде всего, первое, это библиотека как ресурсы, центр креативного мышления. Ну, вот это на самом деле тот пункт, который вот точно совершенно, вот мы можем говорить, этим вот занимаются там какие-то коммерческие структуры, тут могут быть какие-то образовательные структуры, могут быть какие-то государственные специально созданные структуры заниматься теми или иными направлениями креативной экономики. Вот тут точно у нас никаких, так сказать, нам равных нет. Это наши информационные ресурсы накопленные. И прежде всего наши информационные ресурсы, накопленные в области фантастики, фэнтези, сказки – это одна история, книги по искусству и прочее – это вторая история. Расскажу по порядку. Значит, в 2007 году в Китае произошел первый конвент по фантастике и фэнтези. Для Китая это было очень удивительно, потому что Китай, когда они начали строить коммунизм, они очень резко, так сказать, запретили все, что связано вот с этим, так сказать, с пустым мечтанием, сказки, фэнтези. Это все было вообще под запретом. Китайцы вообще не знали, забыли вообще за это время, там, 60-х годов, что это такое. И в результате, значит, когда экономика китайская начала подниматься, вот на конец 1990-х, что-то я забыла, как это называется, десятилетие, начало 2000-х, и когда, ну, уже мы помним, да, сначала были всякие такие китайские товары, которые были синонимом, в общем, что-то такого очень низкокачественного, потом это все более качественное становилось. Они очень-очень много внимания уделяют китайское правительство и вообще как бы вопросам экономики. И вот в том числе они начали анализировать, значит, что же у них происходит. Выяснилось, что китайцы могут сделать все. Ну вот в частности в начале 2000-х, они могут воспроизвести все, но здесь ключевым словом является воспроизвести. Ну, допустим, не знаю, там, причем самое технологичное, они купили в Швейцарии высокоскоростной поезд, разобрали его по винтику, все поняли, продублировали и теперь имеют несколько тысяч таких поездов. При этом я так понимаю, что в китайской культуре, слава богу, никаких проблем с авторским правом нет. И никаких моральных мучений они по этому поводу тоже не испытывают. Ну, вот такая национальная культура. Всем бы надо позавидовать. Вот, ну, это я шучу. Ну вот, и, то есть они выяснили, что как бы воспроизвести может китайский менталитет, а что-то создать новое очень сложно. И тогда они стали задаваться вопросом, почему. И они отправили, так сказать, послов, экспертов в Силиконовую долину с тем, чтобы психологи просто поговорили с этими вот всякими гуру, которые занимаются всякими вот этими разработками креативных технологий, идей всяких, на предмет того, то есть понять вообще, как бы, в чем разница в менталитетах национальных, то есть причина в национальном ли это менталитете или в чем-то другом. И выяснилось, что вот эти вот все ребята, кого они спрашивали, там Билл Гейтс, ну, в общем, вот все вот эта вот компания, они все в один голос говорили, что они все в детстве любили читать научную фантастику.
А выяснилось, что китайцев все, что вот как бы с фантастикой, это все запрещено. И китайцы, так сказать, вот всерьез этим озаботились, и вот они провели вот этот конвент в 2007 году, фактически реабилитировав фантастику и фэнтези. Вот. После чего они начали очень активно переводить на все языки, со всех языков мира всю фантастику, фэнтези и сказки народные в том числе. Вот. Причем они ввели это в школьную программу, то есть у них есть, допустим, отдельный курс, ну, в рамках школьной программы предмет, ну, что-то типа наша литература, классическая, там, китайская, да, или там современная, не знаю, и отдельный курс вот такой вот, да, там, сказки, фэнтези и фантастика. То есть, представляете, насколько это сейчас любимый курс у детей в школе, у китайцев. Вот. И почему это важно оказалось? Потому что прежде чем что-то придумывать, да, так сказать, как это сделать, нужно это все себе представить. Да, то есть прежде чем проектировать подводную лодку, надо вообще хотя бы ее у Жюль Верна прочитать впервые, да, то есть до этого же ведь никому же в голову не приходило. Ну, да Винчи пришло, но как бы так это осталось на чертежах, а потом на долгие годы, так сказать, это практически история-то ушла. Вот, то есть надо было придумать эту самую подводную лодку, да, чтобы думать. Потом уже начали, когда уже кто-то уже понял, что это такое, да, кто-то начал думать, а как там дышать, кто-то начал думать, а из каких она материалов должна быть сделана и так далее. Да? То есть дальше уже пошел, собственно, мыслительный процесс. То же самое, на самом деле, все сказки народные, ну, особенно, наверное, так сказать, опять же, специфику нашего менталитета отечественного, русские сказки, да, ну, вот я про себя думаю, вот «Скатерть-самобранка», мы так долго ее ждали. Теперь позвонили, да, так сказать, нам принесли всю еду из магазинов или всю еду готовую из ресторанов. Ну да, надо за это платить, но мы вспоминаем фильм «Чародеи», да, помните, этот институт-то там всяких, там, который всякие чудеса придумывал, они же тоже там платили скатерти-самобранки, так что, в общем, ничего такого, да. Ну, так сказать, изба самоходная, это вообще мечта, так сказать, любого человека, да, то есть получить автомобиль там, с автоматизированным управлением, чтобы не надо было, так сказать, рулить, там, смотреть за знаками и так далее. То есть, в общем, я так чувствую, что очень многие идеи из русских, тех же самых народных сказок, они вполне себе будут скоро реализованы, просто потому что это очень удобно. Так вот, теперь китайцы креативят. То, что мы получили, то, что вот уже за какой-то небольшой промежуток времени с 7 года по 24, но у них за это время уже выросло уже поколение людей, которые, в общем, у которых вот это вот креативное мышление очень активно развивают. И мы это видим, да, возьмите в интернете, наберите любой ролик, там какие-нибудь кухонные лайфхаки, или не только кухонные, а просто бытовые лайфхаки, это все китайцы придумали. Да, то есть, тем более у них там еще вслед за этим идет целая там, как сказать, особенность в экономике, да, то есть как только вы приходите с идеей, вам тут же дают деньги, то есть там, допустим, вы можете прийти вот с какой-нибудь, вот я сегодня посмотрела, нам выставку показывали, вот эта вот майка-то, футболка-то с тряпочкой, да, вот я не знаю, как сказать, какова судьба реализации этой идеи, у китайцев бы через неделю таких футболок было уже примерно было произведено миллионов 5. Причем реально 5 через неделю, да, потому что вы приходите с идеей, вам буквально там на следующий день там, вы ее рассматриваете, на следующий день вам должны выдать деньги на реализацию, так сказать, потом предложить где-то, так сказать, если у вас нет своего станка, так сказать, где это сделать. Ну, в общем, примерно 10 дней вы уже должны выйти на производство. Вот, поэтому, конечно, миллиард китайцев с такой, как сказать, помощью, меня, конечно, креативных китайцев меня сильно пугает, но, в общем, нам есть куда дальше двигаться. Вот. Ну, это отдельный ресурс, да, наш информационный ресурс, и слава богу, что у нас немножечко ситуация пошла по другому пути, не как в Китае, хотя, если вы помните, в 20-е годы у нас тоже пытались запретить и сказки, и фантастику. Это все считалось таким буржуазным, что вот там сидишь, там фантазируешь, да, это дело надо делать, работать надо. У нас же было государство трудящихся. Вот. И надо сказать, что успешно с этим всем начали бороться. Были чистки 20-х, 30-х годов, и под эти чистки попадали не только
там какие-то сказки или еще что-нибудь, а туда вполне Жюль Верн подходил. То есть представьте себе, в наших фондах бы не было Жюль Верна. Да, это только, так сказать, один пример. Вот. И очень серьезно, вот, допустим, так сказать, наша любимая Крупская, я ее очень люблю за многие вещи, которые, так сказать, инициатором которых она являлась, и, как сказать, благодаря которым у меня даже до сих пор на кафедре, честно говоря, висит портрет Крупской, я никому не позволяю его убирать, потому что, я говорю, вот почти все, что мы сегодня видим в библиотеках, это почти, собственно говоря, ее идеи в современных библиотеках. Но вот со сказками, с фантастикой, конечно, это, кстати, это ее грех. То есть она как раз была очень большим противником этого дела. И надо сказать, что ситуацию спас Горький. Если кто-то помнит историю детской литературы в том числе, то помните, мы, наверное, кто постарше, помните, мы в школе учили эту сказку о Данке, это самое Горького. То есть его задача была показать, что сказка это не просто, что сказка может быть в том числе вот революционной, к чему-то вести. То есть он пытался реабилитировать жанр сказки, ему это удалось. И в том числе жанр фантастики ему удалось реабилитировать. И как-то вот после этого к этому стали спокойнее относиться, к научно-популярной литературе стали спокойно относиться. Ее больше того, к научной фантастике, ее даже печатали в советское время, и даже до войны печатали очень активно и распространяли по всяким вот удаленным селам, да, и так далее. Вот. И я вообще полагаю, что на самом деле мы не до конца осознаем значение Горького для нашей страны, да, и вообще возможно, что то, что мы в космос полетели, это как раз может быть его как бы заслуга в силу именно тогда, когда он как сказать, реабилитировал, да, жанр фантастики, научной фантастики в том числе, да, когда вот эти детки сидели где-нибудь в сельских библиотеках, читали эти сказки, эту научную фантастику, у них возникали идеи о полете в космос, и вот они его реализовали, да, то есть, в принципе, как сказать, может, у нас то, что у нас в библиотеке называется имени Горького многие, может, мы вообще не до конца осознаем, за что. Может тут как бы роль-то его на самом деле гораздо больше в нашей истории, как может оказаться. Хотя бы вот за один вот этот факт, который никогда раньше не оценивался, а сейчас, когда мы говорим о креативной экономике, выясняется, что это, в общем-то, очень серьезная на самом деле история. Ну и вот я тут написала второй разряд книги по искусству и прочее, прочее. Но это опять же такой ресурс. Ну, книги по искусству, это, так сказать, которые просто нас заряжают, да, кстати, каким-то творчеством. Ну, достаточно, вы все знаете, да, что достаточно посмотреть на какие-то, не знаю, там, образцы архитектуры Гауди, да, как там голову снесет, и там фантазии пойдут, так сказать, все границы, мне кажется, открывается, так сказать, все границы открываются, и фантазии нет предела. То есть это очень эффективно, если библиотека занимается развитием всяких вот, ну, там, каких-то там, мастерских по там, живописи, еще чему-то, да, вот этот вот фонд наш, он совершенно уникальный, нигде в другом месте, ни у одного учреждения, возвращаясь к этому, что ни у одного учреждения вы ничего подобного не найдете, ну и плюс какие-то ресурсы, которые у нас есть, какие-то, не знаю, там открытки старые, революционные, может быть, или там 20-х, 30-х годов. Вот мы сегодня шли, вот здесь видели в фойе, да, всякие фотографии 30-х годов. Пожалуйста, да, то есть вот могут быть какие-то издатели, из них делать какие-то альбомы интересные, издавать, даже вплоть до того, что какие-то, не знаю, там, фотографии дореволюционные, в чем их плюс? На них уже авторское право не действует, да, то есть бери и делай с ними, по большому счету, что хочешь. Пожалуйста, да, там какие-нибудь обертки для каких-нибудь товаров местных, да, там, я не знаю, там каких-то конфет местных, да, там пейзажи, каких-то фотографий каких-то улочек, там, допустим, да, исторических и так далее, если мы хотим там местным названием назвать там товары и так далее. То есть и это все, по идее, это все тоже хранится в фондах библиотеки, и это все и хранится, и сохраняется. И в этом смысле, мне кажется, одно из направлений библиотеки – это как раз продвижение вот этих вот наших информационных ресурсов. Это то, что ну, совсем наше, это уже точно у нас никаких как бы конкурентов в этом смысле нет. И мне кажется, нам надо просто более активно об этом говорить и об этом думать. Да? То есть мы не просто проводим там неделю сказок, да, а мы потом говорим, если нас спрашивают, а что вы сделали для развития креативной экономики? Мы говорим, а мы провели неделю сказок. И скажите мне, что мы не занимаемся развитием креативного мышления. То есть мы этим и занимаемся. Да? Мы выдвинули в фонде фантастику вперед. Мы провели какие-то
мероприятия по научно-фантастической литературе. То есть, собственно говоря, даже фэнтези, вот я не знаю, я к фэнтези немножко спокойнее отношусь и с большим вопросом, но даже в фэнтези, как я понимаю, есть какие-то вот эти вот зернышки, которые, как сказать, в которых описываются какие-то элементы, связанные вот с будущим, которые вполне возможно для кого-то могут послужить толчком к развитию вот этого креативного мышления. Поэтому вот, значит, первое наше и наше все это то, что уж точно совсем наше. Да? Просто мы должны понимать, что у нас этот ресурс есть, и что мы можем его в принципе использовать, не можем, а вообще как бы должны, по идее, использовать. Да? Просто было время, когда это, может быть, эти ресурсы были менее востребованы. Сейчас пришло время, когда они будут, может быть, более востребованы. Да? То есть просто подумать о каких-то формах, там, это уже, господи, о накопленных форм по продвижению тех или иных ресурсов. У нас, мне кажется, уж у кого библиотек-то миллионы. Да? Просто посмотреть на эту часть фонда. Так, следующее направление. Значит, библиотека как институт обучения креативному мышлению. То есть мы просто можем взять на себя задачу без вот всяких там, мы не учим бизнесу, мы не учим там живописи и там еще чего, мы учим просто креативному мышлению. Для этого существуют технологии, причем технологии в том числе старые, наработанные, и они тоже хранятся, все эти методики, в фондах наших библиотек. Можно взять очень успешные технологии, в том числе советские, да, вот если вы помните, была такая задача. ТРИЗы, да, такие теория решения изобретательских задач. То есть это вообще шикарнейшая технология. Разработал ее Альтшуллер. Он работал в библиотеке, кстати, патентной, что для вас, может быть, будет как раз близко, поскольку вы одна из немногих библиотек в стране, где есть не просто есть патентный фонд, а который продолжает работать с этой литературой. Так вот, он изучал патенты. То есть как он их изучал? Он брал подобные, допустим, образцы какого-то продукта и смотрел, вот чем отличается, допустим, вот этот патент от другого. То есть он видел, что там разделить на части, там, ну, в общем, короче, то есть он пытался понять, вот как это, ну, тогда это называлось там изобретательских задач, ну, по сути, это и есть креативное мышление. Вот. И он разработал методики вот этих ТРИЗов, причем, что интересно, в советское время они были разработаны для самых разных возрастов. То есть были методики ТРИЗы, методики для взрослых, когда уже как бы готовых инженеров учили бы, были методики для школьников, и я даже знаю, что есть готовые методики, разработанные для дошкольников. То есть если покопаться в наших фондах, они все там есть, эти методики в этих книжках, их можно просто брать, читать их, изучать и внедрять. Очень эффективные методики, в том числе методики там где-то для решения социальных задач. Вот меня лично в школе учили, ну, так сказать, в школьном возрасте, скажем так, учили этим методикам. И я даже сейчас решаю какие-то, находя какие-то решения каких-то задач, я для себя думаю, ух, это же вот оттуда методика-то, это же вот оно когда-то, вот оно когда-то мне дали, вот оно выстрелило там через сколько-то лет в совершенно неожиданном месте, но оно выстрелило. То есть это действительно какие-то работающие методики. То есть и таких методик, я думаю, что у нас может быть очень-очень много. И мы вполне можем при библиотеке создавать вот какие-то курсы, я не знаю, для желающих, да, и так далее, и тому подобное. То есть это, собственно говоря, мы, опять же, здесь никому дорогу не переходим, вряд ли найдутся какие-то в ближайшее время желающие, которые такими методиками обладают, а польза от них несомненная. Значит, следующее направление. Библиотека, значит, как физическое пространство для создания продуктов креативной экономики. Но вот нам уже сегодня сказали, что да, библиотека – это в том числе прежде всего физическое пространство. Да, ну хотя бы просто потому, что здесь есть отапливаемое помещение, да, здесь кто-то оплачивает там коммунальные услуги, да, здесь есть какая-то площадь и так далее и тому подобное. Ну и плюс к этому, так сказать, очень многие библиотеки уже адаптируются к тому, чтобы создавать вот эти вот
какие-то оборудования специальные, да, то есть и у нас тут могут быть все вот эти вот студии, которые у нас всегда на самом деле, да, в том или ином виде работали, они назывались кружками, которые мы вели, клубами какими-то по интересам, да, вот, пожалуйста, чего из этого у нас нет в библиотеке, вот всего того, что вот там из большого списка, который нам предыдущий выступающий показывал, я там не все нахожу, но вот это вот все, это точно совершенно могу прямо по пальцам сказать, ну, и дальше буду говорить, где какие, в какой библиотеке, так сказать, та или иная студия, тот или иной кружок работает. То есть, пожалуйста, да, то есть вот мы можем это все, то есть мы можем выступать как вот именно такая вот физическая площадка, да, то есть мы можем предоставить место, мы можем поставить. Вот нам сегодня сказали, что швейная машинка не совсем приемлема в библиотеках. Ничего, очень многие библиотеки имеют такие швейные машинки, они имеют какие-то специальные помещения, где в том числе проводят курсы какие-то, да, так сказать, для всяких любителей и моды в том числе, да, а за рубежом так вообще в этом смысле библиотеки выступают такими вот лабораториями, да, где ну, типа третьего места, да, то есть вот нам сегодня говорили опять про третье место, то есть лабораториями таким третьим местом, да, где в небольшом, допустим, я не знаю, там какого-то, ну, может быть, даже в большом населенном пункте, там может стоять 1 или 2 станка, допустим, тех же швейных, да, куда может человек прийти, там что-то прошить, что-то там, допустим, если у него какая-то идея возникла, сделать. То есть это бесплатное общественное достояние, да, пожалуйста. Это могут быть не только швейные станки, да, это могут быть там 3D-принтеры, это что-то могут быть всякие столярные какие-то станки это могут быть там всякие гончарные станки и так далее и тому подобное. То есть, да, конечно, мы понимаем при этом, что а где брать деньги? Ну, у нас для этого сейчас, слава богу, огромное количество грантов. И в том числе есть гранты, которые, вот, ну, не буду говорить потом в кулуарах, если что скажу, есть гранты, которые дают, мне кажется, деньги на все. Вот я так смотрю на этот грант и думаю, интересно, а есть ли что-нибудь, на что там могут не дать грант? Ну, в пределах разумного, да? Причем серьезные гранты там с миллиардами оборотов. И когда люди получают оттуда деньги, я все время думаю, вот точно креативное мышление у тех людей, кто заявку-то подавал. Потому что надо было придумать на это просить деньги. Вот, и дают. Поэтому как бы говорить о том, что нет денег, это тоже отдельный вопрос. Вопрос пространства. А куда это все поместить? Надо посерьезнее отнестись к организации пространства самой библиотеки, и можно на самом деле выкроить очень много пространства. Вот я знаю многие библиотек новых, где провели прежде всего не столько саму модернизацию, потому что это тоже такой вопрос отдельно про модернизацию библиотечного пространства, но где провели такую серьезную работу по изысканию дополнительных пространств. Вот когда, допустим, стеллажи сделали вот, ну, высокими, ну вот как типа такого, да, когда, так сказать, как я все время говорю, да, что все фонды размазали, в том числе до потолка. Но единственное, что, конечно, для этого нужно будет делать специальные лесенки, да, которые для библиотекарей, которые там держатся на этих самых, на рельсах, да, и чтобы они не упали, потому что, ну, это для библиотек, не для читателей, да, потому что никакая техника безопасности не спасет, так сказать, читателей, если они оттуда упадут. Вот. Но тем не менее, да, вот я знаю одну библиотеку в Питере, ну, это еще до всяких модельных библиотек это было, но мне очень понравился их подход. Они все пространства служебные, включая кабинет директора, у них он был весь в стеллажах с книгами. То есть вам нужна книжка, вам принесут из кабинета директора. Но это позволило им высвободить практически половину площади, которая раньше была занята книгохранилищем. Они поставили стеллажи компактного хранения. Я тогда первый раз увидела, но я говорю, что это было задолго до модельных библиотек. Это, мне кажется, года, наверное, 2005 еще был. Я тогда впервые увидела стеллажи компактного хранения, ну, это вот, которые на рельсах ездят, да. То есть там идея какая? Вот у нас как стеллажи стоят? Стеллаж и проход. Стеллаж и проход. Причем ширина этого стеллажа, она еще и пожарником регулируется. Ее уменьшить нельзя. А вот эти стеллажи компактного хранения, они ездят на рельсах. То есть там, допустим, там только один проход.
и в этот проход можете сделать между, ну, то есть вы можете сдвинуть на рельсы в этот стеллаж, да, и, так сказать, сделать этот проход там, где вам нужно. Но это представьте себе, да, то есть вы половину, если не 2/3 пространства, которое у вас ушло на проходы, вы заняли стеллажами и заполнили их книгами. Раньше это было только, использовалось эти стеллажи только в основном где-то в научных библиотеках, где, может быть, раз в год какой-нибудь старый журнал надо было какой-нибудь дореволюционный откопать. Почему? Потому что они очень тяжело двигались. А вот сейчас современные технологии, вот я просто видел наполненный целиком вот 2,5-метровый стеллаж, забитый книгами, он вот так вот пальцем одним сдвигается, да, то есть хорошая фурнитура, хорошая, которая позволяет использовать этот стеллаж в какой-то ежедневной своей таком вот режиме, не раз в год, а в ежедневном режиме. И это позволяет очень сильно высвобождать пространство. А освободившееся пространство вот можно там выделять какими-то временными конструкциями, там стеклянными, еще какими-то, да, чтобы вот выделять вот эти вот зоны для как раз работы вот этих вот всех кружков. Опять же, вы скажете, где библиотека? Ну, а вот она и библиотека, да? Почему? Потому что раньше у нас, если современная старая библиотека, мы говорили, что она работает там с грамотностью, с книгой и так далее, то сейчас у нас мы все говорим, что мы работаем с информацией, мы говорим с мультимедийной грамотностью, и здесь как бы и звука, и всякие аудио форматы – это тоже информация, с которой библиотека, ну, мы, скажем, отчасти привыкли, что мы работаем отчасти с аудиоформатами. У нас были когда-то грамм-пластинки, да, у нас были, или там с видеоформатом, у нас когда-то были видео, сейчас у нас потом DVD, потом еще как-то. То есть мы вроде как признаем это за формат, с которым библиотека работает. А сейчас уже другой поворот. Сейчас уже поворот такой, что библиотека не только работает с этими форматами готовыми, но она еще и является площадкой для создания информации в этих форматах. То есть поэтому звукозаписывающая студия в библиотеке, для меня тоже, конечно, когда я первые разы это видела, для меня это казалось, вот я пыталась все в своей голове уложить вот библиотеку и звукозаписывающую студию. А потом я поняла, что действительно, если смотреть на библиотеку, на современную, как на библиотеку, которая работает с разными форматами, и она не только их как бы хранит и использует, но и имеет право полное создавать. Мы же создаем электронные ресурсы краеведческие. Мы же их создаем, мы же их генерируем. Хотя еще недавно нам скажи, то есть как библиотека могла создавать? Она могла хранить и использовать чужие ресурсы. А сейчас мы создаем эти ресурсы, и нас это совершенно не смущает. Вот вообще вот подумать-то, если. Это вообще не наша задача создавать ресурсы. У нас вообще как бы своя задача. Хранить, систематизировать, там, выдавать, информировать о них, да, там, и так далее. Но, тем не менее, мы создаем эти ресурсы, там, краеведческие, не только краеведческие, да, и, в общем, считаем, что это естественное продолжение нашей работы. Так вот, в этом смысле звукозаписывающая студия, которая позволяет создавать информацию, допустим, аудио, да, это тоже продолжение. То есть, если мы понимаем, что мы работаем с информацией, а не с книгой, вот если мы эту грань для себя перешли, и мы говорим, мы работаем с информацией, то дальше мы начинаем работать со всеми видами информации, с анимационной информацией, с добавленной реальностью, с видео какими-то форматами. И я уже знаю библиотеки, где имеют вот эти вот видеозаписывающие небольшие студии, где вот это вот зеленый экран, да, на фоне которого, так сказать, там идут съемки, а потом туда можно все что угодно подложить. И это тоже библиотека. Конечно, я говорю, вот я еще раз говорю, что для меня тоже это не всегда бывает легко принять, но надо просто вот понять, что ну, вот такие тоже могут быть библиотеки. Значит, итак, библиотека – это физическое пространство. Дальше. Библиотека – это место предоставления доступа к самим технологиям. То есть какие-то технологии мы просто не можем себе позволить дома иметь, да, приобрести себе в личное пользование. То есть мы не можем себе какое-то быть оборудование для анимации, оборудование для звукозаписи приобрести. Библиотека может все это нам позволить. То есть она не только может нам предоставить там, не знаю, там, отдельную комнату, да, чтобы мы могли чем-то заниматься, да, но она может нам предоставить технологии, в том числе очень дорогостоящие. И вот я сейчас смотрю библиотеки, да, зачем они покупают анимационные всякие эти оборудование анимационное, да?
Казалось бы, это же, ну, вот вроде не библиотечное, а это все вот теперь библиотечное. А я вообще последний документ видела конца декабря 23 года, вот хотела его сюда включить, ну, где-то эта мысль у меня затерялась по включению, а вот сейчас я об этом вспомнила. Так там вот вообще идет речь о цифровизации всего, ну, в том числе в сфере культуры, и почему-то цифровизация и анимация. То есть я что-то начала пугаться, что у нас вообще сейчас все как бы теперь еще и анимироваться все будет. То есть я сразу себе представила отчет библиотеки в анимационной форме, мне прямо голова заболела сразу во всех точках возможных. То есть я не знаю, с чего это. Ну, потому что это цифровая технология, видимо, она проще цифруется, что ли. Ну, в общем, тем не менее. Вот я говорю, я до конца не поняла в этот документ, но вот меня это очень сильно напугало. Анимация это с той точки зрения, что это как форма популяризации книги. Вот у нас сейчас Да, мультстудии, у нас, это да, у нас сейчас, но это же может быть и шире. А вот я говорю, а вот в этом документе, да, там вообще как бы все очень, вообще, я говорю, вот это самое, виртуальная реальность, анимация, да, вот это вот все через запятую. То есть я просто себе сразу вот представляю себе, что это для нас и во всех сферах жизни и до 30-го года внедрения. Ну, в общем, мы это, ладно, увидим, к чему это все приведет. Ну вот, значит, какие мы можем технологии, да, вот технологии такие, технологии добавлены. Это, вот как раз это все то, чем занимаются сегодня библиотеки, да. Просто потом я буду говорить просто как бы по примерам библиотек, и я там уже не буду говорить, вот смотрите, здесь они учат технологии, да, вот здесь они предоставляют пространство. Я просто буду говорить, что вот в такой библиотеке есть такой опыт. Поэтому мы сейчас пытаемся вот разжевать, какие же вот эти направления-то у нас могут быть. Да, изучение, значит, технология, то есть предоставление доступа к технологиям и обучение технологиям. Обучение технологиям это тоже очень интересная вещь. Но это, конечно, все уже будет зависеть от того, как бы есть ли специалисты соответствующие. Но я знаю библиотеку, где замдиректор по автоматизации сама пишет кодек добавленной реальности и создают краеведческие продукты с добавленной реальностью. Да? И они создали для детей курсы по добавленной реальности, и они учат детей этой добавленной реальности. То есть, пожалуйста, да, то есть мы можем, если у нас есть технология, но опять же тут, если у нас есть технологии, если у нас есть люди, я, к сожалению, знаю несколько модельных библиотек, где эти образцы технологического оборудования куплены, но они еще так и стоят уже в течение 2, а если не 3 лет в коробках, потому что у них, к сожалению, нет специалистов, да, которые бы могли это развивать. Поэтому, конечно, уж тем более обучение, это точно совершенно нам здесь нужны специалисты. Но, опять же, я еще раз говорю, потом мы об этом будем вот чуть попозже говорить. Это же не значит, что в каждой библиотеке и вот эти все направления, да, то есть это уже в зависимости от обстоятельств, чем мы располагаем, да, с чем нам кадрово повезло. Значит, дальше, что у нас еще есть? Ну, библиотека как креативное пространство. Ну, это как бы, скажем так, это то, что проще всего. Это то, что проще всего. В каком смысле проще всего? Та же модельная библиотека, да, и вот ее создают. Мы ее создаем как какое-то новое пространство. Я настаиваю на том, что если модельные библиотеки сделаны правильно, то они, в принципе, как представляют собой образцы креативного пространства. И дальше уже библиотека может вообще ничего больше в области креативной экономики не иметь и не делать, ну, просто в силу того, что у нее нет, скажем так, специалистов. Но уже то, что она имеет, вот это креативное пространство, тоже уже по-своему ее вклад в развитие креативной экономики. Тем более, что вот нам говорили, да, что вот, помните последний слайд, тут, к сожалению, ушла, Юлия Николаевна, да, значит, на одном, по-моему, последнем слайде, где она говорила, что там на 56-м месте, что ли, да, это самая ваша республика. Но там она говорила, что один из показателей – это культурная среда. Да, то есть создание вот этой новой культурной среды. Так вот, собственно говоря, креативное пространство – это и есть вклад в создание вот этой новой культурной среды. Да? То есть что такое новая культурная среда, чтобы понимать? Да? Это как раз вот усложнение той среды, то есть вообще как бы искусственная среда, да, она усложняется с каждым как бы на каждом этапе. И мы создаем новые какие-то культурные среды, в которых человек может себя совершенно по-другому реализовывать.
И вот создание модельных библиотек – это создание, то есть мы как бы переформатируем традиционную библиотеку в библиотеку новую, да, в библиотеку, в которой совершенно другая среда культурная, да, то есть искусственная среда совершенно другая. И человек там может себя чувствовать совершенно по-другому, физически, да, вот. Это вот и есть создание новой культурной среды. И даже вот, кстати говоря, если вы посмотрите в нацпроекте «Культура», там же несколько подпроектов. То есть там есть подпроект про цифровизацию, там есть подпроект «Творческие люди», с которыми мы в том числе с вами встретились. Вот. И там, и вот модельные это библиотеки, они как раз входят в проект «Культурная среда». То есть в том числе, допустим, по креативной экономике будут судить по количеству ваших модельных библиотек. То есть сколько у вас пространств преобразовано вот в эти креативные пространства. То есть сколько пространств создано как в рамках новой культурной среды. А к таким пространствам у вас могут относиться там какие-то, я не знаю, там зоны отдыха, если они есть какие-то, да, креативные в городе, да, или вот эти. То есть, понимаете, что получается, что регионы все должны делать за свои деньги, а вот модельные библиотеки можно сделать за федеральные деньги. Понимаете, да, плюс. Поэтому чем больше модельных библиотек, тем более, что проект до 30-го года продлен, да, тем больше вы как бы за чужие, за государственные деньги создали вот этих вот культурных пространств новых. Вот. Ну, значит, теперь перейдем к креативному пространству. Вот это для меня, как человека, который занимается проблемами пространства, дизайна и всего прочего, все, что связано, причем не в теории, а применительно к библиотекам, для меня это ближе всего, поэтому здесь я, может быть, чуть поподробнее остановлюсь. Я говорю, тем более, что это то, что вообще от нас усилий, по сути говоря, не требует, потому что нам это, ну, как бы наше усилие там в чем заключается? В том, чтобы показать, рассказать дизайнеру, чего мы хотим, и проследить за тем, чтобы дизайнер это все сделал грамотно. А все остальное это, собственно, средства дизайна сами и создадут. Значит, итак. Значит, креативное пространство – это, значит, публично доступные места, где люди могут свободно самовыражаться, обмениваться идеями, значит, демонстрировать другим результаты своего творчества, коммуницировать с другими не в роли потребителя товаров или сотрудника, а в роли создателя, разработчика, творца уникального продукта своей личности. Значит, какие возможности, по идее, должны предоставлять креативные пространства? Возможности учиться, то есть там всевозможные студии, лектории, возможности создавать всякие коворкинги, лаборатории, цеха, возможность экспонировать всевозможные выставки, шоурумы, возможности социализироваться, клубы, ивент-площадки, третьи места, кафе и так далее, возможности монетизироваться, места для встреч, переговоров. Я даже знаю, что в некоторые библиотеки имеют прямо специальные, ну, вот как раз модельные библиотеки, они прямо специально выделяют отдельные такие переговорные комнаты. То есть даже вот из небольшого пространства, хотя бы небольшие такие переговорные комнаты. Почему? Потому что они это воспринимают именно как вот возможность для создания условий где-то, чтобы где-то две стороны встретились и договорились каким-то образом о монетизации. То есть, да, это такая посредническая функция библиотеки. Значит, характеристики креативного пространства, которые вот я могу выделить для себя. Значит, это автономия. Это, то есть, собственно, характеристики, чем обладает креативное пространство. Это гибкое социальное партнерство, наличие специфического оборудования, репутационный престиж. И последнее, значит, но не обязательно, это дополнительные услуги. Давайте попытаемся понять, что имеется в виду. Значит, автономия, значит, это свободный доступ и использование пространства, инфраструктуры и всевозможного оборудования в саморегулируемое рабочее время. То есть если мы говорим о посетителях библиотеки, то они могут, вот, должны пользоваться, да, то есть для них задача какая, да, что они могут самостоятельно и свободно использовать пространство. У нас очень, вот старая советская библиотека, один из ее недостатков очень серьезных – это дисциплинарность этого пространства. То есть наши библиотеки, они были очень дисциплинарны. То есть там прописывался путь читателя, путь книги, там, путь библиотекаря. То есть там, причем помните вот эти все эти шутки в КВН, да, что тишина должна быть в библиотеке. Да, вот эти, помните вот эти ряды читательских, значит, расположение читальных залов, да, когда у нас система контроля, когда вот у нас
столы расположены ровными рядами, здесь находится библиотекарь, иногда он еще находится на каком-то повышении, да, там где-то какие-то есть у нас те самые балконы для контроля и так далее. Ну, это все понятно, почему это происходило, потому что книга до появления цифровых технологий, ее было очень сложно воспроизводить и в случае утраты, поэтому важно было как бы контролировать, да, именно физическую сохранность книги. Вот. Ну и плюс к этому на это накладывался еще в том числе отпечаток, ну то, что у нас это библиотеки, это учреждения просветительские были в значительной мере. Сейчас тоже большой вопрос, просветительские ли они. Но, во всяком случае, точно не только просветительские. А дело в том, что просвещение, оно с точки зрения реализации в дизайне и в архитектуре, это иерархия всегда. Да? То есть есть тот, кто просвещает, и те, кого просвещают. И поэтому вот самый яркий пример, откуда у нас пошло выражение «кафедра выдачи» литературы. Да? Это же кафедра какая до этого? У нас есть кафедра священника, с которой он вещает, и есть кафедра профессора, с которой он вещает. И в этом смысле кафедра выдачи – это та же самая. Да? То есть когда библиотекарь, по сути говоря, это просветитель вот этой вот массы непросвещенной. Это было хорошо там, в XIX веке, это было хорошо в XX веке, но сегодня уже, в общем, это не работает немножечко. Да? И одна из причин, почему молодежь очень, ну, не очень, скажем так, любит посещать традиционные библиотеки, это в том, что они вот эту вот дисциплинарность, они на своей шкуре прямо ощущают. А это все-таки уже новое поколение, да, почти как по классику непоротое поколение, да, то есть они уже не очень любят, когда их так в такие жесткие рамки загоняют. Вот, и поэтому для них вот возможность, и смотрите, опять же, вот традиционная библиотека, у нее выбор моделей, стратегии поведения человека в этом пространстве, он очень ограничен. Вот у тебя стол, вот у тебя стул. В лучшем случае у тебя какое-то неполное рабочее место, вот у тебя в лучшем случае кресло. И, в общем-то, выбор такой небольшой. И в этом смысле, вот смотрите, чем эффективнее модельная библиотека, ну, вообще, она может, опять же, не быть модельной в том смысле, в котором она как бы по документам быть может. Она может вообще не за федеральные деньги делаться, она может не называться модельной, но она может, в принципе, как бы вот эти вот основные позиции, что ли, взять из нее. Вот я знаю, что у нас сейчас, допустим, будет областная, наша в Челябинске областная библиотека для слепых делаться. Она совсем не за федеральные деньги, она совсем не модельная, но она, в принципе, будет делаться уже по каким-то новым критериям, условно говоря. Да? То есть ее нельзя отнести к модельным, но это будет новая библиотека, тем не менее. Вот. Но тем не менее, да, то есть какие критерии, да? Чем больше зон, чем больше моделей оборудования, пусть даже это оборудование представлено там одним-двумя экземплярами, будет представлено в пространстве библиотеки, да, в том числе зон, тем больше у человека возможности выбора самостоятельного. Ведь мы вот на самом деле мы оцениваем возможности выбора. Вот смотрите, почему, вот опять же сегодня говорили о том, что там молодежь уезжает, да, и не только молодежь, но очень многие люди уезжают в какие-то крупные города, потому что они оценивают потенциальные возможности. Вот здесь есть возможность, там театр есть, музей есть, да, там еще не знаю что-нибудь. Хотя они туда потом, когда переедут, никогда не пойдут. Да. Вот. Но при выборе место жительства, вот эти вот потенциальные возможности, они определяющими выступают. Это вам любой психолог скажет. Так вот, если библиотека, она дает потенциальный выбор модели поведения человека, да, то это пространство уже может рассматриваться как креативное. Почему? Потому что у меня сегодня одно настроение, завтра у меня другое настроение, сегодня у меня одна задача. Я пришел там художественную книжку почитать, а завтра мне надо что-то законспектировать, а послезавтра мне надо сбежать от домашних и написать, я не знаю, там статью какую-то, да, и так далее и тому подобное. То есть чем больше вот этих вот моделей поведения и чем больше у человека свобода выбора, тем более вот эта вот автономия, да, тем она больше ценность представляет себе.
Значит, да, значит, тоже автономия – это возможность самостоятельно воспользоваться, а не необходимостью воспользоваться взаимодействием с другим человеком. Я хочу сегодня взаимодействовать, я могу этого делать. Я не хочу сегодня взаимодействовать, я не буду этого делать. И у меня библиотека предоставляет эти возможности. Когда мы все читатели сидят за одним большим столом, или даже просто у нас двухместный читательский стол. Вот вообще издевательство вообще, конечно, с точки зрения психологии над человеком, да, когда у вас двухместный читательский стол. То есть, ладно, вы пришли с подружкой, условно говоря, да, или там два студента пришли там готовиться к какой-то одной теме, а когда вы приходите сидеть с совершенно незнакомым человеком, у которых совершенно разные задачи, да, то это, конечно, с точки зрения комфорта внутреннего, это, конечно, очень тяжело. И получается, что вы вынуждены вот в это вот взаимодействие вступать, потому что как бы то ни было, вы хотя бы какие-то нормы приличия-то все равно вынуждены соблюдать, да, находясь рядом за одним столом. А я сюда пришел не нормы приличия соблюдать, да, может мне вот надо так вот разложиться, да, и комфорта для себя, может, да, может это выглядит, так сказать, со стороны не очень культурно, но так мне удобнее, допустим, да, вот разложиться 15 ручек, там 15 бумажек разложить и так работать. Вот. Поэтому, значит, господи, что тут? Значит, именно автономия побуждает людей к творческим экспериментам. Значит, автономия – это в том числе максимальная доступность библиотеки. Ну, график 24/7, я думаю, что нам, к счастью, не грозит. Ну вот я слышала, что ваша библиотека до 22 работает, это уже хорошая вещь, да, потому что действительно получается, что люди, которые… До 8, а мне показалось, что до 22. Но я знаю библиотеки, которые до 22 работают, кстати, модельные. Это, кстати, одна из особенностей модельных библиотек, что если вы становитесь из обычной модельной, то вы меняете и график работы. Ну, там вам еще, как правило, даются дополнительные ставки для этого. Вот, но меняется график работы вплоть до 10. А почему? Чтобы человек после работы мог еще попасть и в библиотеку. Вот, то есть это тоже такой момент. Значит, наличие свободного пространства, значит, комфортное место и отсутствие яркого выраженного контроля со стороны сотрудников библиотеки. Я не говорю, что нам совсем не нужно делать контроль, осуществлять контроль, но у нас есть другие способы, да, сейчас и видеонаблюдение есть, да, можно всякие там зеркала где-то вешать в глухих местах, чтобы видеть, так сказать, там за углом, что там происходит, да, то есть есть какие-то такие неявные формы контроля, да, которые как бы и человек на самом деле, он понимает, что это контроль, но поскольку они не так навязчивы, к ним как бы спокойнее относятся даже психологически. Значит, дальше, значит, обеспечение взаимодействия социальных и экономических целей. Так, мне кажется, я что-то проскочила. Нет? Ну ладно. Значит, посетители библиотеки могут свободно преследовать как деловые, так и некоммерческие социальные цели, чередуя их. Мы как бы привыкли в основном к тому, что у нас читатели библиотеки преследуют именно социокультурные цели, да, там образовательные, еще какие-то, там досуговые, еще какие-то. А то, что они как бы преследуют деловые цели, это для нас немножечко странно, да. И вот в этом смысле, когда библиотека мы рассматриваем как третье место, вот и как коворкинги, да, это разные немножечко вещи, но у них много на самом деле схожих моментов. Вот там мы должны понимать, что человек пришел сюда работать, свою какую-то работу делать, да, и это немножечко бывает напрягает. Вот я знаю, там в одном месте, там в небольшом поселке библиотека открыла коворкинг, и один местный предприниматель очень быстро оценил его возможности и практически монополизировал его. Вот он там ведет переговоры по телефону, там компьютер постоянно занимает. Ну, такой деловой дядька. Вот. Мы для этого создавали коворкинги. Если мы это не принимаем, то зачем мы его создавали? Вопрос, да, называется. Зачем мы позиционируем библиотеку как третье место? И так далее. То есть это вот такой очень интересный момент, который мы должны понимать. И опять же, мы должны понимать, что библиотека должна предоставлять место, если мы ее пытаемся позиционировать как креативное пространство, для досуга, отдыха, развлечений, саморазвития и так далее. То есть вполне возможно, что у вас какие-то, вот там видите, на каком-то слайде там были всякие настольные игры. Это вот как раз все очень приветствуется, в том числе в библиотеках, да, чтобы читатель мог выйти, отдохнуть, особенно это места отдыха такого активного, они тоже очень ценятся.
Вот я помню, когда я была в Казахстане, в каком-то педагогическом вузе. Ну, в общем-то, у нас педагогические вузы, как правило, такие не самые продвинутые, да. Ну, у них и специфика немножечко такая, да, они все-таки представители такой достаточно, как сказать-то, да, консервативной традиции. Но, тем не менее, там вот весь вуз такой консервативный, а вот был отдел IT, где работали всякие айтишники крутые у них. И вот у них там специально целый холл был, где вот эти вот всякие вот эти вот кресла какие-то висячие, в которых эти айтишники могли отдыхать. Там у них всякие игры настольные. Вот знаете, как в хороших корпорациях. Вот они, чтобы пригласить хороших айтишников в этот вуз, вот они им сделали вот эту зону, где они могли вести себя так, как вот они вели себя в крупной корпорации. Так вот, если мы хотим, чтобы люди сюда ножками пришли в библиотеку, значит, мы должны им создать условия, чтобы им здесь было комфортнее, чем где-то в другом месте. И поэтому как бы пусть нас не смущает. Вот понимаете, в чем дело? Вот я когда начала говорить про просвещение, вот вы должны понимать, что когда мы говорим про просвещение, это очень такая, это уже сразу разговор о каком-то очень высоком штиле таком. И, конечно, когда мы говорим, пытаемся позиционировать библиотеку как просвещенческая, а тут вот какой-то тут настольный теннис, то это немножко такой диссонанс вызывает. Поэтому надо как бы понимать, что мы живем в эпоху, когда... Но я не могу сказать, что библиотека совсем перестала быть просвещенческой. То есть я не могу сказать, что это уж совсем у нас постмодерн, да, где мы как бы вот играем во все. Но, тем не менее, это какая-то такая промежуточная стадия, и у нас есть одновременно люди, для которых цена вот эта вот просвещенческая составляющая библиотеки, и люди, которые уже, собственно говоря, видят какие-то другую модель библиотеки. В этом, собственно говоря, одна из сложностей современного этапа, когда мы должны в одном учреждении, в одном пространстве, по сути говоря, создать две библиотеки. Библиотеку старую, ну, в новых формах, да, но для тех людей, и в том числе, между прочим, для библиотекарей, которые пришли в значительной мере на работу-то в библиотеку просветительскую, которую для себя определили, что для меня ценность будет не моя зарплата, да, а вот моя возможность, так сказать, реализовать себя в какой-то просветительской функции. Потому что очень многие библиотеки, которые которые вот целиком берут и просто вот переформатируются на новую модель, из нее прежде всего уходят сотрудники. Почему? Потому что они себя не находят в этой модели библиотеки, в новой. Поэтому сложность-то как раз в том и заключается, чтобы создать в одном пространстве, по сути, две библиотеки. То есть это есть библиотекари, для которых та библиотека представляет ценность. У нас есть старшее поколение читателей, которые воспитаны в том пространстве, в той традиции, и для них очень сложно вот это воспринимать. Поэтому мы должны и для них еще какую-то зону выделять, да, там, может быть, где-то при входе какую-то еще. Вот в этом смысле сегодня уже говорили про Рязанскую областную библиотеку. Вообще в этом смысле библиотека чем хороша? У них два здания. У них старое здание и новое здание. И там потоки удалось развести. То есть в старом здании она такая, с новой мебелью, но она такая вот классическая просветительская библиотека с большими читальными залами, с кафедрами выдачи массивными. Ну, как люди привыкли, так сказать, да, с молодости, там, с детства, там, может быть, 50 лет ходят в библиотеку. А второе здание, вот оно все такое... На треть, наверное, треть там только закрытое пространство, а 2/3 это все доконтрольная зона, там всякие мероприятия, в общем, там все очень интересно происходит. И там и сотрудники вот также разделились. И вот у них, допустим, почему вот, если знаете, есть такое движение «Молодые в библиотечном деле», где самые активные представители — Рязанская областная библиотека, а им целое здание отдали на откуп. Да? А там 150 всяких закутков, в которых можно реализовывать разные проекты. Да? Чтобы просто это здание заработало, там надо столько энергии вложить, что можно вообще реализовать все, что угодно. Да? То есть только вот вообще вот любая идея, когда пришла, вы, пожалуйста, вот тебе, иди. Главное, чтобы это здание работало. То есть там само здание заставляет работать. Вот это вот хороший пример новой библиотеки. Хотя это не модельный проект, а до него. Так, ну ладно. Значит, дальше продолжаем. Так, что у нас со временем? Скажите мне. 25 минут. Ну, я думаю, что я вполне успею. Значит, обеспечение взаимосвязи социальных и экономических целей. Значит, опять же, да? Значит, зонирование помещений. Значит, сочетание креативного досуга
и работы, значит, зонирование помещения, разнообразие в оформлении оборудования отдельных зон, наличие пространства для работы и отдыха, игровая зона, кафетерий, зимний сад, значит, все далее, да, и наличие необходимых для производства идей и инноваций разработанных информационных ресурсов. Ну, это мы сказали, да, от сказок и развлекательной литературы до серьезных научных трудов, которые библиотека сохраняет, хранит и предоставляет своим читателям. То есть это тоже, да, вот эта вот взаимосвязь социальных и экономических целей, да, потому что мы с вами говорили, что продукт креативной экономики, он в этом смысле очень интересен, да, потому что это, собственно, утилитарная и какая-то символическая составляющая в нем есть. Поэтому вот эта вот социальная цель, она всегда, ну, почти всегда в креативной в продукте присутствует. Не то, чтобы она должна присутствовать. Это, собственно, мне кажется, и отличает его от производства машины. Хотя, наверное, у машины тоже есть какая-то социальная, да, символическая задача. Да? Не случайно там Мерседес немножко престижнее, да, чем Запорожец. Вот, то есть и не только в плане, так сказать, там, технологических, да, там, каких-то особенностей, но и просто в силу престижа. Поэтому там тоже есть какие-то. Но вот в креативных продуктах там вот именно вот это вот наличие символической составляющей, она больше может быть значение. Ну и плюс еще, да, возможность там параллельно с работой развлечься и так далее. Тоже, кстати, библиотека, если что. Значит, гибкое социальное взаимодействие. Значит, креативные пространства воплощают идею доступа к общим физическим активам. Помещения, оборудование – это всякие обмены нематериальными активами, информация, знания. А наличие автономии и наличие взаимосвязей, значит, создает гибкое социальное взаимодействие между пользователями пространств в социальных, образовательных, культурных и деловых интересах. То есть, в принципе, мы можем даже позволить каким-то незнакомым людям между собой взаимодействовать и познакомиться и так далее и тому подобное. То есть, вот, в принципе, да, вот, опять же, это все идет какой-то вот такой вот возможности, да, от такой дисциплинарной библиотеки к какому-то такому коворкингу, да, когда там люди могут бродить, чем-то заниматься, да, там, возможно, даже целый день. Вот. И, да, свободно, да, и при этом, так сказать, мы должны не вздрагивать от мысли, что у них нет в руках книжки, они еще, так сказать, нигде там, нигде в показателях своих, и они вообще, негодяи, нам книговыдачу не повысили. Это уже тогда наша задача, как пропагандировать литературу, да, потому что, ну, мы знаем, что если у нас клуб кактусоводов, да, то мы выставим книжки по кактусам, да, соответственно, ну, это уже, значит, это у нас же есть технологии, которые мы знаем, как продвигать литературу, да, в том числе. Поэтому почему бы им, так сказать, там, если у них сегодня кружок анимации, да, почему бы там не предоставить соответствующую литературу, там, начиная с классики и заканчивая там какими-то учебными. Это уже наше дело, да, то есть это, кстати, вот это уже наша будет работа. Вот. Значит, дальше. Гибкое социальное взаимодействие, значит, можно иметь разные формы интенсивность, внося вдохновение, увеличивая объем информации, знания между посетителями библиотеки, не только во время физического присутствия в пространстве, но и после него. Значит, дизайн креативных пространств поощряет к общительности и сотрудничеству, выделяя общие зоны, где участники работают и отдыхают бок о бок с друг другом. Общие столы, это вот как к вопросу о том, что они все-таки, оказывается, нужны, но только не для того, чтобы там сидеть строго, так сказать, а для того, чтобы совместно работать, да, всякие стойки там в кафетериях, барные там стульями, диваны с журнальными столиками. Но нужны и закрытые площадки, где несколько человек могут организовать встречи там, ну и так далее. В том числе в нерабочее время для укрепления групповой солидарности. Но это, собственно говоря, мы и наблюдаем это в библиотеках. Ну, во всяком случае, в студенческих библиотеках, вот я это наблюдаю у себя, часто пытаюсь студентов, ну, поскольку я пытаюсь проводить исследования в области дизайна библиотечного, это такая сфера для научных исследований дизайна вообще очень тяжелая, потому что очень тяжело всякие внутренние какие-то мотивы поведения человека оценивать. Вот. Ну и во всяком случае, вот анализируя, так сказать, своих студентов и спрашивая чужие, почему же они не ходят в нашу институтскую библиотеку или чего им там не хватает, вот, они говорят, что на самом деле они в библиотеку бы ходили, им там не хватает мест для общения. Я говорю, так вообще у вас по институту нет, что ли, других мест, где пообщаться? Это же вроде как библиотека. Вот выясняется, что они, в общем, на самом деле их библиотека не интересует институтская как место, где книжки они могут получить.
а их именно интересует как место общения. Вот они хотят, чтобы у них там, они могли группой где-то собраться и сесть и посидеть в неформальном месте, потому что у них другого места нет. И я тут сразу вспоминаю, между прочим, финские библиотеки, школьные, но у них они школьные и городские, в общем, по сути говоря, там, особенно детские, вернее, школьные библиотеки, они, по сути говоря, и детские библиотеки. Ну, как в нашем представлении, наши вот как детские там районные, еще какие-то городские библиотеки, там филиалы детские, у них нет отдельно детских библиотек. И там очень большие площади в этих библиотеках, и там каждый новый первый класс получает свою комнатку маленькую. И вот они могут, им прямо выдаются деньги, они могут разукрасить, как они хотят. И вот они, вот сколько они там лет учатся, 11 лет, да, вот они могут каждый год перекрашивать. Это типа их штаб-квартира этого класса. И вот я когда со студентами говорила, они говорят, да, вот нам не хватает таких мест, и мы бы хотели в библиотеке, в институтской, казалось бы, она совсем для этого не предназначена. Вот они хотели бы вот такое вот место, где бы они могли вот как бы, кстати, как это называется-то? Скооперироваться, да, так, повысить какой-то корпоративный свой дух группы и так далее. То есть в этом тоже есть какая-то, что-то в этом есть. Ну и наличие специфического оборудования, это привлекает пользователей из определенных профессиональных кругов и отраслей. Значит, представители творческих индустрий могут заинтересовать специальное мультимедийное, там, программное обеспечение, там всякие швейные машины, да, о которых мы говорили, всякие керамические, эти самые мастерские, всякие оборудования для керамики и так далее и тому подобное. Причем вот я опять же говорила, просто вот на днях разговаривала с одной библиотекой, которая, значит, собирается керамическую мастерскую, опять же, для слепых делать. Я говорю, а где вы собираетесь обжигать? Это же какое-то... Она говорит, а мы там договорились, мы будем возить обжигать куда-то. То есть даже керамичку можно, мастерскую по керамичке можно сделать, открыв библиотеки, то есть даже не имея места для обжига, потому что место для обжига – это катастрофа. Это там пожарники, там совершенно другие... Там не 300, даже не 220, по-моему, даже не 360 должно быть напряжение, что-то там, ну, в общем, короче, это промышленное уже какое-то производство должно быть. Ну, то есть, я говорю, а можно? Говорит, да, нам сказали, в общем, там, керамисты, что это вполне возможно, что не все керамисты имеют тоже дома такие мастерские для обжига, да. То есть, в принципе, как бы даже это можно сделать. Как это, я говорю, хотя бы всегда казалось, что вот уж это точно нельзя сделать в библиотеке, где они будут обжигать. Ничего, можно, оказывается, это придумать. Значит... Оборудование, оснащение библиотек современной техникой позволяет сотрудникам компаний с небольшим доходом, работникам бюджетных учреждений, самозанятым лицам, простым читателям получить доступ к новым технологиям, к оборудованию, которое они не могут позволить себе приобрести самостоятельно. Это вот, видите, могут всякие будки, там рабочие модульные столы, всевозможные интеллектуализированное оборудование, лингофонные всякие записывающие студии и так далее и тому подобное. И вообще нужно сказать, что, собственно, принцип общественного пространства, оно на этом и строится, да, что общественное пространство должно предоставить читателю тот комфорт и то оборудование, которое человек не может себе позволить сам. И поэтому общественные пространства, они всегда проектируются с расчетом на доходы человека выше среднего. Только в этом случае к вам пойдет, там, условно говоря, 2/3 населения. Если ваш уровень комфорта и ваше оборудование, которое вы обладаете, то есть, ну, а выше среднего дохода, то есть у нас остается там, может быть, 5% населения, которое, так сказать, у которого доходы выше, чем, ну, совсем уже очень высокие, да, а на все остальное, вот вы, чтобы вы их заинтересовали, вы должны предоставить такой уровень комфорта и такой уровень услуг и такое оборудование, которое они себе не могут поставить. Вот есть всякие вот такие кабины для чтения, совершенно потрясающая штука. Вот я читала в такой кабине, меня оттуда, не знаю, там со слезами вынимали, потому что я прекрасно понимала, что я там могу сделать за час столько, сколько я могу за полдня, если я сделаю. А если еще это будет на работе, то и вообще за 15, там, за весь день я ничего не сделаю, да, сколько я там могу за час. Потому что там все настраивается, там все эргономично, так ты можешь под себя подстроить не полчаса каждый раз после там, другого человека, а все это делается очень быстро, там очень качественное, там все летает, там очень качественные экраны, то есть все. Ну, очень шикарные вот эти вот кабины для чтения. Вот я просто, когда говорю, я никогда не думала, мне казалось, ну, я и так уже вот все видела, да, что все уже и так достаточно комфортно. Но когда я там один раз прочитала, меня уже оттуда не вытащить.
Поэтому я понимаю, что почему в тех библиотеках, где они есть, они расписаны между читателями по времени. Потому что я знаю, что я сейчас запишусь на 2 часа, но я сделаю больше, чем я сделаю дома. А дома у меня там еще всякие, там, так сказать, там домашние, там всякие животные помогающие, да, так сказать, активно. То есть чего я не сделаю дома за целый день. Да я лучше приду в библиотеку, да, потрачу 2 часа, и там еще, может быть, час на то, чтобы добраться. Но я сделаю это более эффективно. То есть, и когда я тоже рыдала и говорила, я хочу такую машину домой, мне сказали, ну ты знаешь, говорит, ну даже если мы тебе ее подарим, производитель, разговариваешь с производителями, ну ты же, говорит, понимаешь, говорит, она что по объему ты ее ни в дверь, ни в окно к себе в квартиру не занесешь. Понимаете, да? То есть вопрос даже не в том, сколько она стоит, а в том, что она просто под наши габариты жилья не предназначена. То есть и получается, что кроме как в общественных учреждениях, то бишь в библиотеках, читатель нигде не может получить доступ к этому оборудованию. И так вот по многим позициям, да, где-то я могу купить этот шлем, но что я буду с этим делать, шлемом добавленной реальности, у меня нет контента, я не умею им пользоваться, да, и дальше, в общем, все. Вот. Ну и по поводу, так, кстати, попутно по поводу специального оборудования, да, вот мне очень понравилось в одной библиотеке, у них, значит, мы к ним приехали, у них мальчики ходят молоденькие, и там кто-то шлемом помогает пользоваться, кто-то еще чем-то помогает пользоваться. Я говорю, слушайте, у вас прямо мальчиков столько в фонде, в штате? Они говорят, нет, это волонтеры, это старшеклассники. То есть, а у старшеклассников появляется, у них же тоже нет возможности тем шлем виртуальной реальности, а здесь у него появляется возможность, так сказать, он еще и командует этим шлемом, он еще всех учит, то есть у него прямо такое, так сказать. И я его спрашиваю, я сразу вспоминаю про то, что я педагог, сразу начинаю профориентационную работу вести, говорю, слушай, ты не хочешь поступить к нам на библиотечный факультет? И он мне говорит фразу, которая я вот прямо прониклась этой мыслью, он говорит, ну вы знаете, я собираюсь поступать на медицинский, если я не поступлю, я пойду на библиотечный. Я прямо так прослезилась, думаю, ну я дожила наконец-то до этого счастливого дня, когда практически на одном уровне, да, стоит. И это на самом деле тоже очень важный момент с точки зрения, ну, в том числе профориентации, вообще привлечения кадров, но об этом чуть тоже мы немножечко попозже скажем, значит, о том, что это очень важный, вот это как раз, вот про это как раз, это очень важный стимул для тех же сотрудников к тому, чтобы они, и в том числе людей с посторонних профессий, которые нам очень нужны, чтобы их как-то привлекать в библиотеку. Значит, смотрите, значит, символический статус, придаваемый как декору, так и географическому расположению места работы, вот исследовал, в частности, американский исследователь Милс, и он отметил, что клерк, получающий $38 в неделю в хромированном помещении из красного дерева, ну, надо понимать, что это где-то на окраине, да, это самое, определял более высокие требования к престижу, чем $50 клерк в маленькой, значит, обшарпанной конторе, но в центре города. То есть, смотрите, да, то есть человек получает меньше, но он находится в каком-то очень престижном месте, в очень современном интерьере, и он оценивает место своей работы и свою деятельность более престижно, нежели тот, кто получает зарплату больше. Ничего не напоминает? Это вот как раз, так сказать, та молодежь, которая сегодня приходит в модельную библиотеку. Я была в одном городе, в Златоусте, мне говорят там, вот наши там молодые сотрудники, они говорят, все к вам пойдут учиться. И они говорят, вот сейчас, говорят, у нас в городе, а у них что-то на 14, что ли, филиалов, а у них уже 5 филиалов модельные. Ну, то есть хороший такой процент. И они хотят все сделать. У них мэр говорит, у меня будет первый город в стране, где будут все библиотеки модельные. Причем, говорит, за свои деньги будут делать. Вот он говорит, у нас теперь в городе очень престижно работать в библиотеке. Сейчас уже в библиотеку нифига не попадешь работать, да. И они вот могут себе позволить получать, вот особенно это вот как бы к вопросу о том еще, как кадровую проблему решать. Они говорят, вот там, где, ну, конечно, в маленькие поселки, где там две ставки, или 3 ставки, или даже меньше, там с этим сложнее. Но в более-менее крупном городе там всегда в ЦБС есть свободные ставки, просто потому что коллектив женский. Да? Кто-то ушел в декрет, кто-то еще там находится. И вот в крупных городах они могут привлекать на эти места по временным контрактам людей с теми компетенциями, которыми им нужны. Вот им сегодня нужен этот специалист, они его могут пригласить на год. То есть не навсегда, не заставляя его получать библиотечное образование, чем сильно пугают, так сказать, всех наших вот их ИВЦшников.
и всех остальных сотрудников, да, а именно вот на какой-то срочный контракт с тем, что вот он выполнил какую-то работу, там какие-то вот на каком-то этапе, вот, так сказать, внес свой вклад, а потом дальше, так сказать, он может идти, если ему не интересна библиотека стала, или он как бы в себя полностью в библиотеке реализовал, пошел себя реализовывать в другое место. Вот. И еще более интересно, кстати, к вопросу об этом, я, знаете, какую интересную особенность обратила внимание. Вот если, допустим, в этих же библиотеках удается сделать какое-то очень интересное мероприятие, ну, вы понимаете, что делать качественное мероприятие, допустим, которое будет интересно читателю, это, ну, в общем, не неделя работы, подготовки, а значительно больше. Сейчас знаете, что появилась интересная особенность? Гастроли. Когда библиотека, допустим, в одном филиале сделали хороший, и они его потом по всем филиалам. Да, конечно, да, если или вам один раз в 3-4 месяца сделать хороший продукт, и потом его просто несколько раз в нескольких местах проиграть, да, или вам каждую неделю надо создавать какой-то новый продукт. Да, ни один, будь ты самым талантливым человеком, да, за неделю ничего хорошего, качественного произвести не смогут. А многие библиотеки, они вот прямо даже модельно себя позиционируют, что вот у нас, допустим, там вторник, там в 7 вечера какое-нибудь интересное мероприятие, то есть и у них столовка какая-то. Приходите, вы не промахнетесь. То есть любой вторник, допустим, в 7 вечера вы можете всегда прийти в библиотеку, и там всегда будет интересно. То есть вот как обеспечить, чтобы всегда было интересно. Ну, вот такую вот фишку они придумали. Так вот, значит, смотрите, значит, креативная, вот почему я говорю про имиджевый, репутационный престиж. Потому что читатель присваивает вот это пространство, в котором он работает, он таким образом повышает свой капитал, ну, символически, да, что я работаю здесь, мое рабочее место здесь. Он там сфотографировался на фоне, и вот я, кстати говоря, увидела, вот помните, у вас там в каком-то зале вот эти вот такие кресла серьезные, там дубовые эти шкафы, да, то есть кто-то может в таком себя интерьере, так сказать, позиционировать и фотографировать, и говорит, вот мое рабочее место и так далее. То есть это очень такой вот, на самом деле, мелкий, но очень важный, да, момент. Ну, как мелкий? Наверное, здесь в психологии ничего мелкого не бывает. Вот. Но, опять же, да, выглядеть достойно в глазах партнеров, произвести впечатление на клиентов, да и на самого себя, да, что вот я в таком интерьере работаю. Вот я все время говорила, да, что моих студентов, им говоришь, вы пойдете работать в библиотеку? Ну, там, 3-й курс. Не пойдем. Там, 4-й курс. Не пойдем. Модельная библиотека открылась, я туда прихожу. О, вот все, кто громче всех кричал, что он не пойдет в библиотеку, вот они все там красавицы. А что пришли-то сюда? Вы же кричали громче всех, что... Ну, понятно, потому что красивые интерьеры, они молодые, им, конечно, что им в подвале сидеть. Вот как мы в свое время, знаете, у нас была шутка такая, ну, грустная, может быть, и радостная шутка. У нас в Хантах, в университетскую библиотеку, мы лет 5 поставляли кадры наших выпускников. Они туда, а там как раз новый интерьер был. Вот они туда приезжают, молодые, красивые. Через год они выходят замуж, через 2 они уходят в декрет. Нам снова библиотека говорит, нам кадры нужны. Мы им в следующий раз поставляем. Через год снова, нам кадры, вы что делаете с этими кадрами? Говорите, они все в декрете. Ну, вот мы еще и демографический вопрос решали. Но понимаете, в чем дело, да? То есть им туда, они туда с удовольствием едут, да, вот в эту новую библиотеку, они туда с удовольствием идут на работу. Они красивые, в красивых интерьерах. Так, ну все, с этим мы, значит, закончили. Ой, что-то я не то сделала. С этим мы закончили. Ну и вот буквально наличие дополнительных услуг. Да, мы говорили, презентация экспертов, социальные всякие досуговые мероприятия, кружки и так далее. Библиотекари могут как эксперты выступать. Вот, смотрите, положение о муниципальных библиотеках Российской Федерации, там одно из критерий – это уникальность пространства, это как раз про креативное. Библиотека как центр информационного обеспечения. Мы говорили, что библиотекарь может подготовить информацию по любому, там, по промыслу, чему угодно, да. И даже, кстати говоря, коммерсанты даже не знают, что это можно сделать бесплатно. Для них такое иногда открытие бывает. Библиотека по правовой центру, это я у вас посмотрела. Не думала, что такое направление есть, но оно есть. Ну и последнее интересное – это библиотека как субъект создания продуктов креативной экономики. Но здесь, мне кажется, что такое возможно, когда библиотека вдруг на чужое пустое поле бизнеса забирается.
Вот смотрите, допустим, библиотека Ставропольская библиотека для слепых создала на 3D принтере модели памятников архитектуры и скульптуры Юга. Думала для своих читателей-инвалидов. Выяснилось, что это шикарный сувенир для всех уезжающих с юга. Все, они поставили это на поток. По большому счету, это вообще не работа библиотеки. Ну, так получилось, что они вот случайно попали в пустую точку, нишу на рынке. Да? Кстати, они, кстати, проводят курсы, это вопрос обучения технологий, они специально приглашают, у них есть вот этот человек, который фотографировал, там, оказывается, есть целая технология, как нужно сфотографировать объект, что специально, чтобы из него потом сделать 3D-модель. И вот у них специально они проводят курсы, которые обучают вот съемков фотографов вот на эту, вот чтобы сделать такое. То есть это вот как раз про обучение технологиям, да. Потом другая библиотека, ну, любая библиотека, допустим, там проводит детские дни рождения. То есть, по идее, у нас есть в крупных городах всякие агентства типа «Праздник», да, которые проводят это мероприятие. Но если их нет, или если библиотека это делает лучше, если библиотека там проводит всякие там конкурсы, всякие по литературе, по детской и так далее, да, то, конечно, родители с удовольствием поведут за те же деньги, поведут ребенка. То есть получается, что библиотека пришла на чужое поле. Ну, просто она это делает лучше, чем где-то другие. Да? Какая-то библиотека проводит, ну, в общем, много всего, да, то есть проводят на теплоходе, который чуть не загнулся, туристический маршрут местный, проводят всякие, подготовили всякие экскурсионную часть, и теперь, так сказать, этот маршрут пользуется огромной популярностью, хотя его хотели до этого закрыть. Чем библиотека занималась? По сути говоря, туристический продукт там создает. То есть тоже профиль не ее, но тем не менее. Поэтому, в принципе, библиотеки и здесь могут. Я не знаю, насколько это наше, не наше. Это я вот еще раз повторяю этот слайд, чтобы показать, чем библиотеки занимаются. Народные промыслы, пожалуйста, хобби, да, для сельских библиотек, преврати свой бизнес в хобби в прибыльный творчество, в прибыльный бизнес, да, пожалуйста. Креативные практики оживления культурного наследия всевозможные. В чем роль библиотеки? Она может площадкой быть, может информацию собирать и так далее, да, и предоставлять. Вот я знаю, в Коломне такой опыт есть. Допустим, если человек приезжает и говорит, я хочу, там, керамикой у вас здесь заниматься. Он говорит, вот знаете, что здесь был промысел, дают ему вот такую стопку литературы. Изучай местный промысел, если ты возьмешься его восстанавливать, тебе еще и муниципалитет денег даст на развитие, потому что у них там все заточено на продвижение регионов. Ну, парфюмерия – это тоже отдельная история, если кому будет интересно. Вот видите, библиотеки создают, по поводу продвижения книги, значит, создают, есть такие библиотеки запахов. Вот в Коломне они делали запахи мест, а вот я видела проект библиотеки, когда они делали запах ассоциации с произведениями художественными. То есть вы можете создать духи у себя «Война и мир» и продать их. Или подарить, я не знаю, что хотите с ними делать. Вот. Презентация литературных мест всевозможных и так далее. Ну, это то, что я вообще нигде не видела, но вот это, на мой взгляд, очень интересно. Ну, сложно, но оно все сложное. Вот видите, государственное партнерство, коллаборация, значит, модный бренд, значит, они у них выпустили коллекцию сувениров в дореволюционном стиле. У них очень много в Ленинке хранится очень много этих рождественских открыток. Я знаю, что многие оттуда прямо издатели ходят и пасутся там в этих рождественских открытках дореволюционных. Пожалуйста, фонд открытый, авторское право уже не работает. Архитектура и дизайн. Значит, вот есть арт-резиденция «Шкаф», в состав которой входит ЦБС Красногвардейского района, мультиформатная площадка для воплощения творческих проектов, перформансов, выставок по архитектуре, литературе и так далее. Поддержка архитекторов. В общем, вот, пожалуйста, да. Алена Борисовна, у нас время. Все, заканчиваю. Значит, для дизайнеров резиденция библиотечного арт-пространства. Все условия, чтобы можно было это реализовывать. Что еще? Вот мода, пожалуйста, всякие коллекции мод создаются. Всякие машинки для этого. Добавлена реальность, пожалуйста, да. Новая литература, всякие истории создаются. Тоже в библиотеках. Вот компьютерные игры тоже в библиотеках.
кулинарные проекты. Вот видите, тут Липецкая область вообще неоднозначная, они вообще виноградаров, то есть, по сути говоря, виноделие продвигают. Не знаю, как они это... Ну, они это все культурную оболочку, все. Но, в общем-то, по сути говоря, занимаются там дегустацией домашнего вина на этих курсах. И это, скажите, что это не креативная... Кулинария, креативная экономика. Все, мы чисты. Робототехника, кружки, всякие проекты туристические. Вот видите, здесь что можно сделать. Не обязательно экскурсии проводить. Если креативная экономика – это продукт, то это могут быть, вон видите, игры, экскурсии, паспорта экскурсионных маршрутов, аудиогиды, виртуальные экскурсии и так далее. Ну, все, собственно говоря. Спасибо. Возникли вопросы? Или уже все устали? Все бегут на обед? Коллеги и друзья, после обеда мы здесь собираемся на тренинг уже. И уже попробуем сами спроектировать. Мы будем работать с Юлией Манаенковой. И, пожалуйста, прошу вас не разбегаться после обеда. И еще один момент. Вот на обратной стороне ваших программок есть QR-кодик. Вы, пожалуйста, в конце завтрашнего дня, по окончании работы, свой отзыв нам пошлите. Мы будем очень ждать, нам это очень важно. Спасибо. Итак, на обед через час встречаемся здесь. Я пока отдаю. Так, отключен, да? Уважаемые, где? Уважаемые коллеги, кто нас смотрит дистанционно, мы... Что? Мы сегодня отключаемся, а завтра с утра подключаем вас всех, и вы можете участвовать в нашем мероприятии. Спасибо.